о торговой войне с Китаем, о заборе с Мексикой. А на самом деле его, мне кажется, экономическая повестка дня будет гораздо более прагматичной и гораздо более, что называется, такой традиционно республиканской. Налоговая реформа, дерегулирование экономики, собственно говоря, и неожиданный ход оплачиваемый отпуск после рождения ребенка. Да? Вот, собственно, такой вот явно... Ну, его любимая дочь, Иванка, неважно. Детей, Вот кажется, абсолютно не республиканская, да, вот такой продемократический шаг, но тем не менее. Да? Поэтому мне кажется, что вот больше всего, судя по тому, что пишется в газетах, о чем говорят бизнесмены, все ожидают от Трампа дерегулирования экономики. Потому что вот это вот движение к большему регулированию, к меньшему регулированию, оно в Америке идет постоянно. Да? И президент Обама как раз очень много претензий в той части, что он зарегулировал бизнес. Но насколько он ведет себя предсказуемо? Потому что вот вы, как человек, работающий с рынком, вы прекрасно знаете, один твит, и рынок, который там роботами играется, да, акции уходят в минус 17%, как это было с Toyota или с кем-то там. Ну нельзя же так себя вести. Вот насколько он предсказуем? Он непредсказуем. Я думаю, что вот точно, что мы должны ожидать, что президент Трамп будет непредсказуем во многих своих решениях, во многих своих действиях. Это стратегическое решение, на самом деле. Это его любимая стратегия. Быть непредсказуемым. Опять, мне кажется, я повторюсь, да, нужно различать слова и дела. Твиттер и указы, Твиттер и законы. Что он будет говорить и что он будет делать. Мне кажется, что у него достаточно, судя по всему, хороший контакт с республиканским большинством в Конгрессе, в обоих палатах Конгресса. Они как-то договорились и перестали всерьез там друг друга обвинять в чем-то, конструктивно работают над законопроектами, готовят достаточно обширную повестку дня. Советники Трампа говорят, что у него уже лежит пачка указов, пачка президентских декретов, которые он собирается либо отменять указы Обамы, либо вводить свои новые, то есть то, что в его полномочиях. Поэтому мне кажется, что вот, знаете как, как настоящий политик, как настоящий игрок, он не хочет раскрывать все карты заранее и говорить, знаете, в первый день я сделаю, не 500 дней, да, в первый день я сделаю это, во второй день я сделаю это и так дальше. Нет, он будет неожиданным, но он будет человеком действия. Я думаю, что мы, на самом деле, сегодня инаугурационная речь, которую мы услышим, вроде бы она будет длиться около 20 минут, она должна показать нам, в каком направлении все-таки идет Трамп. То есть остепенится ли он, как этого ожидают некоторые его более оптимистично настроенные критики, или же он вот эту политику, скажем, просто ломание правил, то есть разбивание как бы всех ожиданий и так далее, будет все-таки пытаться претворить в жизнь и на посту президента, поскольку именно это, собственно, привело его в Белый дом. Хотелось бы продолжить экономическую тему. Вы ждете, что он, например, действительно возьмется за пересмотр североамериканского торгового соглашения? То, что ТПП, он, судя по всему, Тихоокеанское партнерство отменяет, это уже очевидно. Я не думаю, что он готов будет внести на рассмотрение законопроект о развале НАФТА, Североамериканского торгового соглашения. Это слишком объемный документ, он слишком важен для экономики и для США, и для Канады, и для Мексики. Это такой единый рынок труда, единый рынок товаров. И на самом деле, я думаю, что в тот момент, когда он, как говорится, задумается и поднесет ручку для того, чтобы подписать какой-то документ, ему объяснят, что минусов для Америки будет гораздо больше, чем плюсов. Вообще, я бы обратил внимание на тот факт, что вот короля делает свита. Да, любого короля. Даже, вот не сомневайтесь, Дональда Трампа тоже будет делать свита. Но она у него очень разношерстная. Она у него очень разношерстная, но тем не менее во время предварительных слушаний в Сенате вот по одобрению кандидатур все кандидаты, практически все кандидаты, они говорили вот такие достаточно умеренные, достаточно ожидаемые для республиканской партии заявления. Да? Вот там, даже вот этот человек, который он ставит на агентство по охране окружающей среды, он и то признал, да, есть глобальное потепление, да, человеческий фактор там очевиден, и вопрос только как, насколько он силен и как с ним бороться. Да? То есть на самом деле вот очень многие из тех предвыборных лозунгов, которые провозглашал Дональд Трамп, они сейчас постепенно его командой вот так, если не сводятся на нет, скажем так, смягчаются. Да? И люди понимают, что одно дело выиграть выборы, да, и Дональд Трамп это сделал, как мы видим, вот, используя свою технологию, а другое дело управлять страной. Две разные задачи все-таки. Вот буквально через полчаса, если все пойдет по расписанию, мы услышим инаугурационную речь Дональда Трампа, услышим его планы, что он собирается делать на этом посту. На трибуне уже собрались бывшие президенты. Джордж Буш-старший тоже собирался присутствовать, но был госпитализирован, поэтому его там не будет. Но, как мы уже сказали, есть Билл Клинтон и Хиллари Клинтон. И сама церемония на ступенях Конгресса – важный символ американской политической системы и мирной передачи власти от одного президента другому. Даже если в политическом смысле они непримиримые оппоненты.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Инаугурация нового президента отмечает конец одной эры и начало новой, как в хорошие, так и плохие времена. В 1933 году Франклин Делано Рузвельт дал клятву президента в разгар Великой депрессии. Позвольте озвучить мое твердое убеждение, что единственное, чего нам следует бояться, так это самого страха. В 1961 году Джон Кеннеди вдохновил целое поколение американцев на службу стране. Мои дорогие американцы, думайте не о том, что может дать вам страна, а о том, что вы можете дать ей. 20 лет спустя республиканец Рональд Рейган пришел к власти, дав предвыборное обещание взять под контроль рост бюрократии. В этом продолжающемся кризисе правительство не решение нашей проблемы. Правительство и есть наша проблема. После победы на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп совершил победное турне по нескольким штатам и дал слово выполнить свои предвыборные обещания. Это по-настоящему замечательное время. Сценарий еще не написан. Мы не знаем, что прочитаем на следующей странице завтра. Однако впервые за долгое время мы точно знаем, что эти страницы будут написаны каждым из нас. Мы подлинное движение. После победы Трампа страна остается глубоко разделенной. Один из первых вызовов, с которым столкнется 45-й президент, это необходимость ее объединения, считает аналитик Джон Фортье. Я думаю, это очень важная возможность, первый шаг, который действительно показал бы стране, что те разногласия, которые мы видели в предвыборной борьбе, остались позади. Исторически инаугурации уже стали тем моментом, когда накал политической вражды откладывают в сторону, освобождая место для духа преемственности и демократии, отмечает Джон Худок. Президент Обама в одном автомобиле с избранным президентом Трампом проследует от Белого дома до Капитолия и мирно передаст власть, видя, как его преемник, пусть и не тот, которого он хотел бы, но тем не менее преемник, принимает присягу. Это происходит не в каждой стране и является важным отражением американской демократии. Трамп известен своими импровизациями на встречах с избирателями. Поэтому, считает аналитик Норм Орнштейн, предсказать его инаугурационную речь сложно. Инаугурационное обращение обычно готовится заранее, и президенты его лишь зачитывают. Будет ли Дональд Трамп придерживаться написанного или решит импровизировать? Это пока область догадок. Инаугурационная речь и тон, который выберет Дональд Трамп, может стать подсказкой, каким именно лидером он хотел бы стать для этой страны. Да, напомним, что Дональд Трамп попал в Белый дом во многом благодаря своим прямолинейным высказываниям, попранию традиций, как мы говорили. Многие американцы выражали надежду, что, попав в Белый дом, наставит вот эту привычку делить все на черное и белое. Но те, кто собирается сегодня не праздновать, а протестовать, явно не верят в эту грядущую трансформацию. И сейчас мы приглашаем к нашему разговору Ануш Аветисян, которая должна выйти в прямой эфир из центра американской столицы. Надеемся, у нас будет связь. И вы понимаете, что десятки и сотни тысяч человек в Вашингтоне. Есть проблемы с сотовой связью. Мы с ней обязательно свяжемся. Вообще она несколько дней работала и общалась с организаторами всевозможных акций. Так что мы обязательно покажем вам ее сюжет. Давайте мы попросим сейчас нашу аппаратную показать все-таки, что происходит сейчас, потому что на трибунах, как видите, вот они, десятки и сотни тысяч человек. Это как раз западный склон Капитолийского холма. И вот дальше уходит национальная аллея, если вы видите, за прудом. То есть она тянется от Капитолийского холма до мемориала Авраама Линкольна, мимо Белого дома. И вот вся вот эта огромная лужайка заполнена сейчас людской массой. В основном, я бы, кстати, не сказал, что заполнено. Если посмотреть на другую картинку, там вот, видите? Чуть менее так что
Смотря с какой стороны посмотреть, видимо. Да, вот, кстати, да. Ну, ожидали, кстати, оценки были самые разные, просто от 500 тысяч до 900 тысяч. А у Обамы, напомним, в 2009 году был 1 800 000 людей, которые пришли на инаугурацию, то есть это был рекорд. Но это такая планка была очень высокая. Но Дональд Трамп обещал, что будет много очень. Итак, мы видим, что сейчас это Мелания Трамп, также шествует через Конгресс, уже была объявлена и появилась на трибуне пока еще действующей первой леди Мишель Обама. И вот сейчас военные сопровождают на трибуну Меланию Трамп, и после нее, как раз согласно нашему расписанию, появится уже и Барак Обама, после этого будет Джо Байден, и появится Майк Пенс и Дональд Трамп. Все это вы будете видеть в прямом эфире на телеканале «Настоящее время». Кстати, пару слов, наверное, о том, кто находится уже на трибунах. Это достаточно интересная история. Мы видели среди присутствующих нескольких сенаторов, в том числе достаточно непримиримого критика сенатора Джона Маккейна. Мы видели проигравшего праймериз демократов сенатора Берни Сандерса. Но, насколько мы знаем, около 60 демократов, конгрессменов решили бойкотировать церемонию в знак протеста против политики Дональда Трампа. И таким образом, по большому счету, приснились как раз к тем самым десяткам организаций, которые планируют протесты в этот день. Давайте посмотрим сюжет Ануши Аветисян, которая пообщалась с организаторами подобных акций. Десятки вашингтонских ресторанов в рамках программы All in Service DC встречают гостей, предлагая меню на разный вкус. Здесь рады всем, независимо от политических взглядов и предпочтений. Приветствуют и тех, кто приехал поддержать Дональда Трампа в день инаугурации, и тех, кто прибыл на марше протеста. Этот молчаливый протест – наш ответ на результаты выборов. Мы хотим воспользоваться инаугурацией Дональда Трампа и продемонстрировать американцам, что здесь, в Вашингтоне, мы рады всем. Мы за многообразие общества и готовы принимать всех, независимо от того, в кого люди верят, кого любят и откуда приехали. Акция All in Service DC родилась как идея двух девушек-официанток. Они предложили воспользоваться политическими событиями в столице, приуроченными к инаугурации президента. Часть средств от дохода ресторанов за эти дни будут пожертвованы в фонды различных некоммерческих организаций, таких как, например, Фонд планирования семьи или фонды, защищающие права женщин и ЛГБТ-сообщества. Сара Мэйси, пресс-секретарь All in Service DC, рассказывает, что на данный момент к акции присоединились более сотни ресторанов. Для меня это демонстрация любви и заботы. Мы все работаем как волонтеры, потому что нас объединяет одна цель. Мы даем понять американскому обществу, что поддерживаем тех, кто нуждается в помощи. Если десятки вашингтонских ресторанов устраивают этот своеобразный молчаливый протест, есть и те, кто решил озвучить свою позицию. Как в день инаугурации Дональда Трампа, так и в последующие дни в столице ожидаются марши протеста. Активисты движения Answer Coalition вместе с десятками других протестных групп весь день дежурят на Пенсильвания-авеню. Их цель – сорвать инаугурацию и быть услышанными. Наш девиз «Остановите Трампа». Он обещал депортировать нелегальных иммигрантов, а это миллионы людей. Он не уважает личную жизнь и личный выбор женщин. Многие реформы, за которые американцы боролись последние 80 лет, оказались под угрозой. Это и реформа здравоохранения, и правительственные программы социального страхования. И не надо забывать, что Трамп проиграл выборы по числу голосов избирателей. Наша демонстрация организована для того, чтобы Трамп увидел нас, народ, который против него. В субботу, 21 января, активисты движения Answer Coalition присоединятся к самому масштабному протестному движению – женскому маршу на Вашингтон. По разным оценкам, в марше примут участие от 200 до 400 тысяч человек. В столице также запланированы концерты и балы для тех, кто не пойдет на официальные праздничные мероприятия в честь инаугурации 45-го президента США. Цель всех этих акций – напомнить вновь избранному президенту о первых словах Конституции США «We the people» – «Мы народ». А рестораны, проводя свою акцию, еще раз хотят напомнить о том, насколько многообразно американское общество и что есть люди и социальные группы, нуждающиеся в поддержке и помощи. И прямо сейчас мы вновь переключаемся на прямую трансляцию с Капитолийского холма. Сейчас на специально построенной трибуне у стен Конгресса появляется 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама и его вице-президент Джо Байден.
А также лидер демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси. Мы видим, что семейство, вся семья Дональда Трампа, избранного президента, уже находится на трибунах. Его жена Мелания, его дети, как от самого старшего до Бэрона 10-летнего. Можно только предполагать, что сейчас происходит в душе Барака Обамы, Джо Байдена. Человек, который... Вот Хиллари Клинтон не удался стеклянный потолок, а он вписал свое имя в историю Соединенных Штатов, наверное, навсегда, став первым президентом афроамериканцем. 8 лет. Совершенно невероятных 8 лет. Можно по-разному относиться к Бараку Обаме. Джо Байден — человек невероятного чувства юмора, невероятного такта, переживший за эти 8 лет и семейную трагедию. Его сын, напомним, скончался от рака мозга. Джо Байден назывался в числе возможных кандидатов в президенты от демократов, но как раз принял решение не участвовать в гонке. 8 лет назад, точно так же 20 января 2009 года, Барак Обама, если помните, выглядел намного моложе, меньше было седины, что называется, соли в волосах, и вот теперь он здесь, чтобы передать власть через 8 лет мирно И давай, Дональду кстати, Трампу. отметим, как проходил процесс передачи власти с момента выборов в ноябре и до сих пор. Во время выборов звучали потрясающе резкие высказывания, в том числе со стороны Барака Обамы по отношению к Дональду Трампу, но в тот момент, когда Дональд Трамп был объявлен избранным президентом, наступил период так называемой цивильности. То есть Дональд Трамп все еще продолжал, ну, скажем, постить достаточно такие не всегда официальные высказывания в Твиттере, но тем не менее он с уважением обычно высказывался о Бараке Обаме, и Барак Обама говорил, что сделает все необходимое для гладкой передачи власти, и, собственно, это произошло. И это должно было послужить примером для всей страны, что даже если вы не согласны, скажем, с новым лидером, он новый президент, дайте ему шанс. И вот с сегодняшнего дня, Рома, у нас начинается так называемый медовый месяц. То есть время, когда политику американскому в главе государства обычно дается шанс все-таки реализовать свою политику. Хотя бы 3 месяца. Да. Сергей Алексашенко с нами в студии. Напоминаю, как вы считаете, мы видим, что Дональд Трамп тоже направляется к трибуне, поэтому в любой момент, вы понимаете, можем прерваться. Но у вас есть ощущение исторического момента сейчас? Ну, вы знаете, в Америке... Я знаю, что вы много пережили. В Америке президенты меняются там раз в 4 или раз в 8 лет, да, поэтому, в общем, ну, конечно, каждый президент, он стоит по-своему исторический. Мне кажется, что Дональд Трамп такой неординарный человек, но, по крайней мере, вот его предвыборная кампания была абсолютно нетрадиционной. Нетрадиционный президент, его поведение абсолютно нетрадиционное, и, как я уже сказал, да, и вы, собственно говоря, тоже говорите, что он будет непредсказуемым президентом. Поэтому в какой-то мере исторический. Да, насколько вот этот медовый месяц будет для него гладким? Это зависит от той повестки дня, которая лежит у него в портфеле. Зависит от того, что он если предложит. Она лежит, потому что некоторые критики Трампа сомневаются, что у него действительно план готов прописан. Вы знаете, опять повторюсь, истину короля делает свита. Свита утверждает, что у Дональда Трампа есть план действий. Да, и там есть разные вопросы, начиная от отмены Обама-Кеа, да, что является ключевым вопросом для республиканцев, налоговая реформа, повторюсь. Да. Он утверждает, что есть повестка дня. Посмотрим. Да. Республиканцы в Конгрессе обещают ему вот этот вот медовый месяц. Тем более, что у него есть большинство в обеих палатах, и, видимо, особых проблем с прохождением законопроектов, согласованных законопроектов не будет. Дальше. Вы знаете, мне кажется, что вообще Дональд Трамп — это президент, вот, или он нас удивит. Он нас удивит своей непредсказуемостью, он нас удивит или хорошо, или плохо. Да? Это человек, который вот не знает середины, да? Он будет человек каких крайностей. Считаете ли вы, что неформальность — это хорошо? Потому что вот, например, сегодня освободится официальный твиттер Обамы. Как видите, Майк Пенс официально представлен. Майк Пенс появляется на специальной трибуне. Да, буквально через несколько минут он принесет присягу как вице-президент Соединенных Штатов. Он, кстати, по-моему, станет 48-м избранным вице-президентом. Его сейчас приветствуют собравшиеся на национальной аллее, собравшиеся на трибунах. После этого будет представлен, если верить расписанию, у нас появится спикер Конгресса также. Ну и, конечно, спикер сам Конгресса Дональд Трамп. Да, так по поводу непредсказуемости. Сегодня освободится официальный твиттер президента США, то, что называется по-английски POTUS, это такой акроним, да? И вопрос: Дональд Трамп, будет ли он продолжать, например, посты в твиттере своем
личном. Дональд Да. Трамп? Увидим. Увидим. Ну, вот вот вы знаете, мне кажется, что человек, если он привык твититься, да, то если он привык работать в Твиттере, если он, как говорят, просыпается в 4 часа утра, когда все еще вокруг спят, и рука тянется к телефону, и немедленно хочется на что-то отреагировать, я думаю, что вряд ли можно будет остановить. Вопрос, какой из них теперь читать? Увидеть. Оба будем читать. Чего вы ждете? Ваше предположение, что может быть в его речи? Да, мы слышим очень много. Он говорит, что я буду президентом для всех. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас страна расколота, и это объективная правда. Я вчера, например, вечером просто был на одном мероприятии, и люди просто ругаются. Да, очень многие. Ну, тем более Вашингтон такой сильно демократический город. Вот. Да. И что мы от него услышим? Вчера он на своем выступлении на концерте, мне кажется, вообще не читал собственную речь. Было очень просто, все будет bigly, все будет хорошо, все будет huge. Мало того, он сказал, что никто не устраивал концертов вот из президентов напротив этого мемориала, но Барак Обама что устраивал. Неправда, да. Чего вы ждете или чего мы должны ждать, можем ждать от него? Вы знаете, я не думаю, что в его инаугурационной речи будут какие-то такие вот неожиданности и непредсказуемости, сюрпризы, которые потрясут весь мир. Я думаю, он будет говорить о том, что он действительно хочет «Make America Great Again», «Хочу сделать Америку великой», будет говорить про рабочие места, будет говорить про экономику, будет говорить про поддержку среднего класса, middle America, поблагодарит всех своих избирателей. Ну, наверное, что-то скажет про предыдущего президента не очень плохое, наверное, скажет о том, что он намерен работать в тесном союзе с Конгрессом, с обеими палатами, что предстоит большая работа. Я думаю, это будет такая вот, все-таки более традиционная речь. Кстати, у нас, по-моему, на связи наш корреспондент Вадим Оленичев. Есть ли у нас связь с ним? Он как раз находится на Пенсильвания-авеню и там, где пройдет... Мы с ним свяжемся чуть позже. Сейчас обратим внимание к картинку, потому что сейчас, как видите, военные музыканты должны исполнить необходимую, я прошу прощения, не разбираюсь в военных гимнах, и на трибуне появится Дональд Трамп. И вот мы видим эти кадры в прямом эфире на телеканале «Настоящее время». Избранный 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп со своим фирменным жестом. Да, конечно. Он говорит спасибо, судя по всему, спасибо. Кстати, надо заметить, что вот эти люди, которые собрались вот на Национальной аллее, они начали собираться там с 6 утра. То есть они ждут инаугурации президента вот уже несколько часов. Погода в Вашингтоне, что мы можем о ней сказать? Теплее обычного зимой, но... Теплее, чем было 8 лет назад на первой инаугурации Барака Обамы. Но, тем не менее, достаточно влажно. В некоторых местах на Капитолийском холме, например, запретили проносить зонтики, но Трамп вчера пообещал, то есть он сказал, я думаю, что все будет нормально, имея в виду и погоду. Дональд Трамп на трибуне, специально построенной на ступенях Конгресса. Это лайв-трансляция на настоящем времени. Вместе с нами, командой «Настоящего времени» в Вашингтоне, мы наблюдаем за этим историческим событием. Вот они, десятки и сотни тысяч людей, которые съехались со всей страны, которые приехали, чтобы увидеть триумф их лидера. Давайте послушаем просто, как приветствует его. Сейчас Рой Блант будет провозглашать как раз начало глава инаугурационного комитета, как Палата представителей. За спиной. Mr. President-elect, Mr. Vice President-elect, ladies and gentlemen, welcome to the inauguration of the 45th President of the United States of America. Okay, the interpreters now can. Сегодня все исполнительные ветви власти нашего конституционного правительства собрались вместе для того, чтобы провести 58-ю инаугурацию президента Соединенных Штатов Америки. Миллионы людей во всем мире будут смотреть наше мероприятие и слушать. 36 лет назад впервые инаугурация была проведена с этой стороны. А в Капитолии президент Рейган тогда сказал, что то, что мы делаем здесь, это, с одной стороны, обыденно, а с другой стороны, это чудо. Обыденно в том смысле, что каждые 4 года, начиная с 1979 года, когда президент Джордж Вашингтон
1779 год, когда президент Джордж Вашингтон принял ту же присягу. Чудо — это то, что мы каждые 4 года, начиная с 1779 года, каждые 4 года это делаем. И это служит примером для демократических государств во всем мире. И Вашингтон считал, что инаугурация второго президента будет более важной, чем инаугурация первого. И многие контролировали правительство до этого, но мало кому удавалось этот контроль передавать добровольно кому-то другому. И важно, что первая передача власти when in 1801, one group of people, arguably for the first time ever in history, willingly, if not enthusiastically, gave control of the government to people they believed had a dramatically different view of what the government would, should, and could do. After that election that actually Итак, глава инаугурационного комитета Палаты представителей напоминает о традициях, которые сложились вокруг инаугурации, и о том символическом значении, которое носит эта церемония, о том, что действительно каждые 4 года проходят выборы, каждые 4 года можно поменять президента. Цикличность, и что в этой стране власть не засиживается, да, и мирный характер передачи власти. Ну и, кстати, интересно, что церемония, собственно, помимо вот заявления председателя комитета, она начинается все-таки с религиозного момента. То есть мы сейчас ждем религиозной речи, мы ждем некой молитвы. То есть, в принципе, там будут присутствовать представители нескольких религий, что, в общем, тоже такой важный месседж. Присяга, естественно, приносится с использованием Библии, как у президента, так и вице-президента. И вот сейчас мы ждем наступления этого момента, и один за другим сейчас до того, как президент принесет присягу, до него вице-президент, будут выступления еще нескольких политиков. Я вижу, что глава комитета Блант представит нам, собственно, кардинала, представит нам пастора, представит нам раба. Сергей, не слишком ли вот сейчас в американском обществе, если хотите, слишком серьезная такая реакция, знаете, немножко переигрывают, говорят, ох, это потрясение политических там каких-то правил, что Дональд Трамп нарушил все, и теперь непонятно, страна расколота, куда двигаться. Второй раз за 16 лет нам показывают, что как работает система выборщиков. Могут ли быть действительно какие-то серьезные политические последствия этих выборов? Могут. Могут. Понимаете, когда я говорю, что Трамп будет непредсказуемым президентом, всегда можно нарисовать сценарий крайности. Да? Он может начать войну со свободной прессой. Да, вспомните его пресс-конференцию недавнюю, когда он отказался давать слово компании CNN и BuzzFeed. Да, он собирается выселить корреспондентов в Белодомовский пул из западного крыла. Да, но при этом его вице-президент это опять же попытался смягчить, сказав, что они перейдут в будущее. Смотрите, давайте, вот может ли? Может ли? Да, может. Может он начать торговую войну с Китаем? Теоретически, да. Объявляет там Китай, что обвиняет Китай в валютных манипуляциях, да, начинает разрыв торговых соглашений, вводит антидемпинговую защиту. Да. Дальше, не знаю, можно рисовать любые страшные сценарии. Да. То есть, в принципе, вот если... Хотя всегда... Секундочку. Да, все-таки система сдержек и баланса. Мы рисуем плохой сценарий. Ну, смотрите, система сдержек и противовесов, да. Но, в принципе, весь закон Обама-Кэр Трамп может разрушить одним президентским указом. Всего лишь запретить выделение федеральных фондов, да, на поддержку вот этой системы бирж здравоохранения. Не надо отменять закон. Нужно просто прекратить давать деньги вот биржам, которые существуют в разных штатах. Все, система Обама-Кэр рушится. Да? На самом деле, мне кажется, что вот мы хорошо относимся к президенту Обаме, считаем, что он такой вот философ, да, что он там пытался ценности, но он же правил страной. Вот, собственно, вот этот раскол страны на демократов и республиканцев, по большому счету, он усилил. Он правил указами. У него были первые 2 года в его президентстве, там 9-й, 10-й, когда у него была поддержка в Конгрессе, так же, как сейчас у Трампа. И там все законы пропихивались, не обращая внимания на позицию республиканцев. После этого республиканцы взяли контроль над палатой, и наступил такой вот политический блок. И Обама стал править указами. Вот какая сейчас основная угроза, которую Трамп выдвигает? А я все указы Обамы отменю. Ну, если не все, то 70 или там 75%. Да? И это означает, что вот потрясение, которое теоретически Трамп может внести в жизнь Америки,
ставки, они очень высоки. Даже пользуясь исключительно президентскими полномочиями, даже вот не переходя границу. А дальше не надо забывать, что, например, он вносит, обещает, может внести законопроект об ограничении пребывания конгрессменов. То есть несколько, там, мы знаем, что есть там члены палаты, представители сенаторы, которые все там по 5, 6, 7 созывов. Он говорит, нет, давайте ограничим. Представляете, вот это вот такой... там всю жизнь проводит. Нет, всю жизнь нет. Это такой перебор. Все-таки от рождения туда нельзя попасть. Ну, я имею в виду, знаете, по 40 лет. По 40 лет, по много, согласитесь. Да? Вот он говорит, давайте этому положим конец. Поэтому, в принципе, вот если посмотреть на список обещаний Дональда Трампа, он может сильно поменять ситуацию, не говоря уже там о внешней политике. Да? Начиная от дружбы с Россией, войной с Китаем, и кончая там, что, да, вы знаете, ну-ка, у нас ядерное оружие есть, или давайте его перестанем производить, или давайте его будем использовать. Ну, тоже такое, вот не слабая дилемма. Вы сами упомянули Россию. Насколько вот этот лейбл, там, друг Путина, связь с Россией, хакеры, насколько это действительно может быть для него разрушительным, что ли, для его управления? Насколько серьезным и мешать ему? Я думаю, что сам Дональд Трамп всерьез не обращает внимания на это. Ну, то есть так, он реагирует на какие-то обвинения, но по большому счету не было доказано, что российское вмешательство привело к каким-то значимым влиянию, искажению результатов голосования. Вспомните Рекс Тиллерсон, да, вот кандидат на пост госсекретаря. Ну, что про него только не говорили. Лучший друг Путина, кавалер ордена Дружбы народов, с Сечиным обнимался и целовался. Вот вообще пришел на слушание в Сенат, и одно дело, он защищал интересы компании Exxon, и у нее были... А тут же он стал защищать интересы Америки как госсекретарь, как министр иностранных дел. У него позиция совершенно другая по отношению к России. Поэтому я думаю, я не сомневаюсь, да, что у Дональда Трампа у него есть свое представление об интересах Америки, о том, что он намерен защищать. Вот для него Россия — это одна из стран, которые существуют на карте мира, с которой нужно иметь какие-то отношения. Лучше хорошие, чем плохие, потому что у него другие приоритеты. Россия не входит в число приоритетов, там, ни в тройку, ни в пятерку приоритетов Дональда Трампа. Да? Поэтому вот обращать внимание, я думаю, что про хакерские атаки мы скоро забудем слышать. Ну вот, да, примут какие-нибудь там поправки, примут там более серьезную систему защиты правительственных серверов. Ну и на этом все остановится, потому что никакого такого значимого результата вмешательства российских хакеров не было обнаружено. Ну, вот мне интересно, кстати, находится ли с нами на связи профессор Эрик Ширяев? Можем ли мы вывести его в эфир сейчас? Мне просто интересен вот этот момент сегодняшнего дня, учитывая раскол в американском обществе, может ли этот день заставить американцев перевернуть страницу и все-таки принять Дональда Трампа, поскольку завтра, ну, по крайней мере, как обещают организаторы протестов, протесты ожидаются, в общем, ну, чуть менее масштабные, чем естественно, инаугурационная толпа сегодня, но все-таки достаточно серьезные. Вопрос: сегодняшний день. Открываем ли мы новую страницу? Открывают ли критики Дональда Трампа с ним некую новую страницу? Дадут ли они ему шанс? Несомненно, сегодня в Америке появится новый президент. Да, вот осталось там буквально 20 минут, 18 минут, через 18 минут, там в 12 часов 1 минуту Дональд Трамп станет очередным 45-м президентом Соединенных Штатов Америки. И это практически неизбежно. Да? Соответственно, вот примут его американцы, примут. Будут ли протесты? Будут. Да, соберется завтра, не знаю, женский марш в Вашингтоне, соберется в Нью-Йорке, соберется в Сан-Франциско, во многих городах Америки будут проходить протесты. Но это не остановит вот американскую систему. У Дональда Трампа есть полномочия президента. Он будет сидеть в Белом доме и в овальном кабинете, подписывать свои указы, встречаться со своими секретарями, с лидерами Конгресса, обсуждать законопроекты и так далее. Будет нормально работать. Будут ли с ним бороться? Наверное, будут. И это, скажем так, я бы сказал, зависит больше от него. Если он по-прежнему будет в своем твиттере атаковать других людей, то он будет получать ответ. Если он будет там пытаться давить свободную прессу, видимо, он будет получать ответ. Но все-таки силы не совсем равны. Силы не совсем равны, и в этом угроза вот того плохого сценария, о котором мы говорили, да, что все-таки у президента США большие полномочия, и есть, есть опасения, да, там, не буду говорить вероятность, наверное, вероятность тоже есть. Да, что вот в балансе сил, в балансе там, свободы прессы, независимого суда и там, независимой исполнительной и законодательной власти может в этом балансе произойти какое-то смещение и равновесие. Посмотрим. Давайте подсоединим к нашему разговору профессора политологии университета Джорджа Мейсона Эрика Ширяева. Он присоединяется к нам по скайпу. Эрик, слышите ли, видите ли вы нас?
Слышу прекрасно, пока не вижу. Скажите, а что вы ждете вот после сегодняшней инаугурации? Действительно, сможет ли, принять его общество, да, и действительно дать ему шанс? Потому что мы знаем, что Дональд Трамп начинает президентство как самый непопулярный президент. 40% рейтинг по последним данным. Безусловно, ждем. Такое сравнение слышал вчера, как будто приходишь на спектакль, не знаешь конца, не знаешь еще сюжета, но что такое интересное должно произойти. Парадокс в том, что да, может быть, самый непопулярный президент, вступающий в свою должность в январе, но посмотрите другие индексы и опрос общественного мнения. Америка очень оптимистична по поводу американского рынка и работы, и пенсионного обеспечения, и бизнеса, и даже международных отношений. Парадокс. Президент не является самым популярным, а оптимизм в стране почти индексы достаточно высокие. Это очень интересный феномен. Эрик, а вот что вы думаете по поводу того, что насколько Дональд Трамп и его кабинет министров представляют сегодняшнюю Америку? То есть, насколько я помню, нынешний кабинет министров, буквально со времен Рональда Рейгана, впервые, по-моему, в нем нет ни одного представителя или представительницы выходцев из стран, скажем, Латинской Америки, то есть испаноязычной общины. То есть очень много говорили о том, что как же республиканцы, им будет сложно победить на выборах, потому что Америка меняется. И вот приходит Трамп, доказывает, что Америка, видимо, меняется не настолько, как говорили, скажем, предсказывали политологи, и собирает кабинет, в общем, такой достаточно традиционный, который представляет, в общем, не обязательно новую Америку. Президенты были. Вспомните Кеннеди. Трудно вспомнить многим, но Кеннеди пришел к власти, Джон Кеннеди, с намерением привести инженеров, бизнесменов и, как шутили, вундеркиндов, мудрых мальчиков, мудрых людей. Поэтому поворот в сторону бизнеса и технарства и инженерства — это не новости для американских президентов. Но, видимо, различия существует в понятии, что значит Америка и как Америка существует. Левая точка зрения, более демократическая, либеральная, да, правительство, бизнес должны выглядеть как Америка. Даже черные, белые, латины, женщины должны пропорционально быть. Более правая, консервативная точка зрения — нет. Выбираем не по цвету кожи, не по длине юбки, а выбираем по тому, что человек сделал и то, что он или она сможет сделать. Поэтому, скорее всего, здесь прослеживается такой подход Трампа, как, может быть, идеолога в этом плане или просто как бизнесмена. Действительно, мы выбираем людей по, как говорится, merit, по заслугам, а не по тому, как они должны выглядеть для публики. Сейчас переключимся на то, что происходит на Капитолийском холме. Глава инаугурационного комитета представил сейчас лидера демократического меньшинства в Сенате, сенатора от штата Нью-Йорк Чарльза Шумера, который сейчас также должен выступить со своей речью. Мы же продолжим обсуждать. Буквально несколько минут отделяют нас от принесения присяг Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. С нами в студии Сергей Алексашенко. Вы упомянули Россию. А там чего ждут от Трампа? Мне казалось, по крайней мере, из того, что я читаю, в том числе в публикациях, или знаю, общаясь со своими знакомыми журналистами, там была определенная эйфория, которая сейчас, кажется, сменилась некоторой все-таки осторожностью. Там тоже не очень понимают, чего от него ждать? Я думаю, что нужно разделять, чего хотят и чего ждут. Чего ждут, никто не знает. Все знали, что ждать от Хиллари Клинтон, если бы она стала президентом. А вот что ждать от Дональда Трампа, никто не знает. Но что хотят? Как это? Мир, дружба, жвачка. Хотят, чтобы сняли санкции. Хотят, чтобы Россия и Америка подписали соглашение формально или неформально о разделе сфер влияния в мире. Да, или, по крайней мере, на постсоветском пространстве. Чтобы Украина отошла в сферу влияния России. Чтобы НАТО прекратило расширение.
Ну, не только расширение, собственно, чтобы вывело более резкие высказывания. Россия согласна на то, чтобы НАТО не расширялось, да, чтобы отменили решение 2008 года о том, что Грузия, Украина, Молдова могут вступить в НАТО. Ну, то есть вот, на самом деле, такой вот абсолютно прагматический подход. Вот что нам не нравится в американской политике. Ну и самое главное, чтобы Америка перестала вмешиваться во внутренние дела России. Вот это точно совершенно. Это первое. Потому что все цветные, как известно, все цветные революции на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, они происходили под влиянием, под руководством американских посольств. Поэтому первое, что нужно добиться от Соединенных Штатов Америки, чтобы американское посольство прекратило поддерживать российскую оппозицию, прекратило поддерживать политическое противостояние Владимиру Путину. Так а что тогда можно в реальности ожидать? То есть чего они хотят, опять же, мы понимаем, да? Или вот Дональд Трамп просто задвинет как бы Россию вот в некие ящики, там, не будем расширять НАТО, ладно, не будем трогать русского медведя. Так что ли будет? Мы знаем, опять, мы можем только гадать. Мы не знаем, как он будет делать. Дональд Трамп говорит, что я хочу сделать сделку. Сделка означает «ты мне, я тебе». То есть вот я озвучил примерный набор того, чего хочет Россия. Вопрос в другой части. А что Россия может дать Америке? Нет, кроме сокращения ядерного потенциала, кроме сокращения ядерных вооружений, что, в общем, на самом деле важная задача, но не критически важная. Для Трампа это не является первым приоритетом. Уж совсем он обещал, напротив, усилить военные силы Америки, возродить величие и прочее. Это спорно. Понятно, что стратегически резкое сокращение ядерных вооружений, да, оно приведет к тому, что расходы на оборону можно немножечко сократить или реструктурировать. Но там возникает проблема, что для Америки ядерные вооружения они становятся менее важными, потому что есть система противоракетной защиты, в том числе с космическим базированием, чего нет у России. Да, такой асимметричный подход. Поэтому ядерное разоружение вещь не такая простая. Вот это же главный вопрос. Что Россия может дать Америке? Что Путин может положить со своей стороны? И вот пока ответ на этот вопрос он абсолютно не очевиден. Я бы спросила профессора Эрика Ширяева. Эрик, если вы с нами, мы слышали крайне противоречивое заявление из Сената, то есть вещи, политика, которую проводит американский Конгресс сейчас, она во многом расходится с предложениями Дональда Трампа, то есть как все-таки будет балансироваться и вырабатываться все-таки какой-то общий фронт, даже с республиканскими сенаторами? В отношении России, в отношении Китая и так далее. Проблемой для президентов, и мы знаем из истории, что почти все американские президенты имели проблемы, даже в своей партии в Конгрессе. Ведь президенты решают, а деньги Конгресс располагает деньгами и распределяет деньги. Поэтому пока медовый месяц будет продолжаться какое-то время, но, может быть, в будущем это будет прекрасное отношение, но могут быть и достаточно серьезные, потому что не будем забывать, следующие выборы через 4 года, и многие республиканцы уже подумывают, если Трамп не проявит себя с лучшей стороны, они могут быть кандидатами уже через 3 года номинировать себя. Поэтому отношения с Конгрессом всегда были сложные, всегда были непростые, большие иго всегда там были включены, большие претензии, амбиции, поэтому будем смотреть, как Конгресс и обе палаты будут работать с Трампом. Конечно, у Трампа огромное самоуважение к себе, и у Конгресса тоже, поэтому не исключено, конечно, какой-то боксерский матч, я говорю образно, конечно. Вы ожидаете, что между Конгрессом и Трампом будут серьезные противоречия? Это по поводу чего же? Нет, безусловно, по поводу стратегии. Как всегда, когда партии выигрывают, два пути намечаются. Нужно идти радикальным путем, который соответствует нашей партийной идеологии, или же... Сейчас мы вынуждены вас прервать, потому что сейчас закончил свою речь Чарльз Шумер, и сейчас будет приносить присягу вице-президент, 48-й вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс. Да, и, кстати, к присяге его приводит судья Верховного суда Кларенс Томас, насколько я понимаю. Кларенс Томас. Правую руку и повторяйте вслед за мной. Я, Майкл Ричард Пенс, торжественно клянусь. Я, Майкл Ричард Пенс, торжественно клянусь, что я буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов, что я буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов против всех врагов, внешних и внутренних, против всех врагов, внешних и внутренних, что я буду хранить к ней истинную верность и лояльность,
что я буду хранить к ней истинную верность и лояльность, что я принимаю это обязательство свободно, что я принимаю это обязательство свободно, без каких-либо внутренних сомнений или цели от нее уклониться, без каких-либо внутренних сомнений или целей от него уклониться, и что я хорошо и добросовестно буду исполнять, обязанности той должности, в которую ныне вступаю. Да поможет мне Бог. Да поможет мне Бог. Поздравляем! Насколько я понимаю, мы слышим сейчас исполнение произведения «Hail Columbia», «Да здравствует Колумбия», которое, собственно, было фактическим американским гимном до 1931 года, пока не появилось звездное знамя, то есть Star Spangled Banner, нынешний гимн США. Итак, сейчас мы видим вот эту самую передачу власти. Новый вице-президент в Соединенных Штатах, 48-й президент США Майк Ричард Пенс, который выиграл в паре с Дональдом Трампом. Только что он присягнул на верность Соединенным Штатам, принес присягу, верность в том, что он будет действительно служить интересам американского народа. Как сказала Наташа, мы слышали «Hail Columbia». Сейчас по расписанию у нас по программе должно быть еще исполнение номера от хора мормонов. Да, именно это мы сейчас и услышим. А сразу после этого главный судья Верховного суда, старший судья Верховного суда, председатель Верховного суда, да, Джон Робертс, приведет к присяге Дональда Трампа. Давайте просто послушаем и посмотрим, как выглядит эта церемония сейчас.
and gentlemen, it's an honor to introduce the Chief Justice of the United States, John G. Roberts, Jr., who will administer the presidential oath of office. Everyone, please stand. Please raise your right hand and repeat after me. Поднимите правую руку и повторяйте. Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь. Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Помоги мне, да поможет мне Бог. Приветствие. What a great honor to be able to introduce for the first time ever anywhere the 45th President of the United States of Где бы то ни America, было, 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Дж. Трампа. Did I get that one right? Chief Justice Roberts, President Carter, Верховный судья Робертс, президент Картер, президент Клинтон, президент Буш, президент Обама, сограждане, американцы, люди всего мира, спасибо. Мы, граждане Америки, теперь вступили в великую национальную работу по восстановлению нашей страны, по перестройке нашей страны. И мы выполним обещания, данные всему нашему народу. Вместе мы определим курс движения Америки и мира, и будем делать это в течение многих, и курс этот будет определен на долгие-долгие годы вперед. Мы будем сталкиваться с вызовами, проблемами, мы будем сталкиваться с трудностями, но мы, тем не менее, работу эту выполним. Каждые 4 года мы собираемся на этих ступенях для того, чтобы мирно и упорядоченно передать власть. И мы благодарны президенту Обаме и его супруге, первой леди Мишель Обаме, за их гостеприимство, великодушие и помощь в ходе передачи этой власти. Они великолепно справились с этой ролью. Спасибо им. Сегодняшняя церемония имеет очень особое значение, потому что сегодня мы не просто передаем власть от одной администрации другой администрации или от одной партии другой партии. Сегодня власть передается из Вашингтона, округ Колумбия, в руки, причем назад возвращается, а не просто передается в руки ваши, в руки народа. Слишком долго небольшая группа людей по столице нашей страны пожинала плоды
правления, в то время как народу приходилось нести затраты, связанные с этим. Вашингтон процветал, но народ не перепадали плоды этого процветания. Политики процветали, но рабочие места уходили из страны, и закрывались фабрики и заводы. Истеблишмент защищал собственные интересы, но не интересы граждан нашей страны. И их победы не были вашими победами, их триумфы не были вашими триумфами. И пока они праздновали в столице нашей страны, очень мало было причин праздновать у испытывающих трудности в обычной жизни семей, живущих по всей территории нашей страны. И все это меняется, начиная с данного момента, сегодня, сейчас, потому что этот момент — это момент ваш, этот момент принадлежит вам. Он принадлежит всем тем, кто собрался сегодня здесь, и всем тем, кто смотрит на экранах на всей территории Соединенных Штатов. Это ваш день, это ваше празднование. И именно эти Соединенные Штаты Америки являются вашей страной. Поистине важно не то, какая партия правительства контролирует наше, а действительно ли правительство контролируется нашим народом. 20 января 2017 года войдет в историю как день, когда люди, народ, стали правителями этой страны. Те забытые мужчины и женщины нашей страны больше не будут забытыми. Все вас сегодня слушают. Десятки миллионов из вас пришли и соединились для того, чтобы сформировать движение, которое беспрецедентно по своему масштабу и которого мир еще не видел. И в центре этого движения принципиально важная убежденность в том, что существует страна, задача которой — служить своим гражданам, школам для детей, безопасным рабочим местам для американцев и места для спокойного проживания американцев. Это всего лишь разумные, обоснованные требования правильно настроенных и искренне настроенных людей и населения, и общественности. Но для многих наших людей другая реальность существует. В гетто-районах живут в нищенских условиях семьи, и целые куски промзон не работают. И очень много денег в нашей стране, но при этом очень многие молодые люди не имеют возможности получить образование. И преступность, банды и наркотики, из-за которых так много жизней закончилось преждевременно, и американцы были лишены потенциала. И эта мясорубка американская прекращается сейчас, сегодня, здесь. Мы одна нация, и их боль — это наша боль, их мечты — это наши мечты, и их успех станет нашим успехом. У нас одно сердце, один дом, и у нас одна общая славная судьба. И присяга, которую я принимаю сегодня, это присяга, которую я принимаю по отношению ко всем американцам. Многие десятилетия мы обогащали иностранные отрасли за счет американской промышленности. Мы субсидировали армии других стран, в то же время допуская истощение, что очень грустно, наших вооруженных сил. Мы защищали границы других стран, в то же время отказываясь защищать наши собственные границы. И
расходовали триллионы долларов за границей, в то время как американская инфраструктура приходила в упадок и постепенно разрушалась. Мы обогащали другие страны в то время как уверенность и сила нашей страны исчезла за горизонтом. Один за одним закрывались фабрики и уходили из нашей страны. И никто даже не думал о миллионах и миллионах американских работников, которые оставались без работы. Наш средний класс практически был лишен их домов, их жилья, их работы, и вся эта работа была перераспределена по другим странам мира. Но это все в прошлом. А теперь мы смотрим только в будущее. Мы собрались здесь сегодня. Мы провозглашаем новую декларацию, которая будет... И каждый город, каждая иностранная столица, каждое иностранное государство будет услышит об этом и узнает. С сегодняшнего дня новое видение будет руководить нашей страной. С этого дня это будет только Америка превыше всего. Америка превыше всего. Каждое решение относительно торговли, налогов, иммиграции, иностранных дел будет приниматься теперь американскими работниками и американскими семьями в их интересах. Мы должны защищать наши границы от зла, которое приходит из других стран, те силы, которые разрушают наши рабочие места, крадут у нас рабочие места, разрушают отрасли нашей промышленности. Защита обеспечит большее благосостояние и усилит нас. Я буду бороться за вас до последнего дыхания, и я никогда не подведу вас. Америка начнет вновь побеждать как никогда до этого. Мы вернем наши рабочие места, мы вернем наши границы, мы вернем наше благосостояние и богатство, и мы вернем наши мечты. Мы построим новые дороги и автострады, новые аэропорты, туннели, железные дороги, мосты по всей нашей замечательной стране. Наши люди перестанут получать соцобеспечение, они начнут работать. И мы перестроим нашу страну, восстановим ее руками американцев и силами американских рабочих. Мы будем следовать двум простым правилам. Покупай американское и нанимай американцев. Мы будем добиваться дружбы, пытаться наладить хорошие отношения со всеми странами, но исходя из понимания того, что право любой страны прежде всего преследовать свои интересы. Мы не пытаемся навязать кому-то наш образ жизни. Мы хотим просто, чтобы он стал примером, и мы будем блистать во всем, и все будут следовать нашему примеру. Мы усилим наши союзы, альянсы и сформируем новые, объединим усилия в борьбе с радикальным исламским терроризмом, который мы полностью искореним и сотрем с лица земли. В основе нашей политики будет пропал звук. И по отношению друг к другу. Когда вы открываете ваши сердца патриотизму, то нет места для предрассудков и предубежденности. Библия гласит,
как хорошо и приятно это, когда Божьи люди живут друг с другом в единстве. Мы должны открыто говорить о том, что мы думаем. Мы можем не соглашаться и спорить друг с другом, но всегда стремиться к солидарности. Когда Америка объединена, Америка полностью... Ее невозможно остановить. Никто не сможет остановить ее. Не должно быть страха. Мы защищены, и мы всегда будем защищены. Мы будем защищены те великими женщинами и людьми, которые нашими военными и правоохранительными органами. И важнее всего, что мы будем защищены Богом. И, наконец, мы должны мечтать о чем-то большом и думать о чем-то большом. Америка, как нация, живет, пока мы боремся. Мы не будем больше принимать политиков, которые только говорят, но не действуют, постоянно жалуются, но никогда ничего не делают, чтобы решить проблемы. Закончилось время пустых разговоров. Теперь настало время действовать. Не позволяйте никому говорить вам, что этого нельзя сделать. Никакая задача, нет такой задачи, которая не была бы решена американцами и Америкой. Наша страна будет вновь процветать. И мы находимся на пороге нового тысячелетия. Мы готовы разгадать загадки космоса, избавить мир от болезней и задействовать наши отрасли и технологии, завтрашние технологии. Новые принципы будут руководить нами, и они помогут нам преодолеть наши разногласия и различия. Нужно помнить, что мы не забудем, неважно, кто мы, черные, коричневые или белые, мы все, у нас одинаковая кровь, красная кровь патриотов в нас течет. Мы все пользуемся этой замечательной свободой и отдаем честь великому американскому флагу, одному и тому же великому американскому флагу. Когда рождается, где бы ни родился ребенок, в трущобах Детройта или на просторах Небраски, они смотрят на то же самое ночное небо, и они заполняют свои сердца теми же самыми мечтами, и в них вдыхает жизнь тот же самый всемогущий Создатель. Для всех американцев в любых городах, маленьких городах, больших городах, от океана до океана, от гор до гор. Вот эти слова, которые вас никогда больше никто не будет игнорировать. Ваш голос, ваши надежды и ваши мечты будут определять нашу американскую судьбу. И ваша храбрость, ваша любовь и будут направлять нас во всех наших начинаниях. И вместе, сообща, мы вновь сделаем Америку сильной. Мы сделаем Америку богатой. Мы сделаем Америку гордой опять. Мы сделаем Америку опять безопасной. И да, вместе мы сделаем Америку великой, снова великой. Спасибо и благослови вас Господь. И благослови Господь Америку. Спасибо. Благослови Господь Америку. Мы слышали инаугурационную речь Дональда Трампа. Она продолжалась чуть более 16 минут. Лаконично. Лаконично. Но, и теперь мы можем полностью сказать, что
в Америке новый президент. Да, 45-й президент Дональд Трамп. Длина инаугурационной речи, естественно, ничего не говорит о величии или невеличии президента, поскольку Джордж Вашингтон, один из самых важных президентов Америки, произнес инаугурационную речь как-то в 100, по-моему, 56 слов всего. Поэтому это все-таки короче, чем речь Трампа. Сергей, прежде чем мы отпустим вас, можно на короткий буквально вопрос, на минуту. Ваш комментарий об этой речи. Мне показалось, что она была в абсолютном стиле Трампа, «Make America Great Again», без конкретики, которую от нее многие ждали. Есть ли там фраза, которую вы услышали, которая запомнится как фраза Рузвельта, как фраза Кеннеди? То есть что-нибудь такое, что будут повторять? Я бы сказал так, что стилистика Трампа писал сам, искренне, вот как это, что говорю, что думаю, то и говорю. Да, традиционный набор его лозунгов. Я обратил внимание, во-первых, очень много апеллирования к тому, что я с народом, я с народом, я с народом. Да, я работаю на народ, народ работает со мной. То есть вот бюрократию отодвигаем в сторону. А второе, зацепила ухо фраза, что мы сохраним наши альянсы. Да, то есть вот все те разговоры о том, что там пересмотр отношений с Европой, пересмотр роли НАТО, похоже, что от этого и всего создадим новые при этом. Поэтому... Знаете как, вот создадим или не создадим, как получится. А вот сохраним старое, это очень важно. Но, в принципе, я бы сказал так, что спичрайтеры над этой речью не работали. Да, ну вот такая. Спасибо большое Сергею Алексашенко, простите, пожалуйста, параллельно слушаю эфир. Бывший замминистра финансов, бывший зампредседателя Центрального банка России, сейчас экономист и научный сотрудник Института Брукингса. Спасибо, что сегодня вы были с нами. До свидания, хорошего эфира. Спасибо, хорошего дня и хорошего празднования. Давай, кстати, посмотрим сейчас. Мы видим, что на трибуне на западном крыльце Капитолия выступает раввин Марвин Хайер. Он учредитель центра Шимона Визенталя. И на самом деле это как бы традиция тоже, что представители одной из, ну скажем, религий меньшинств в США тоже представлены на этой трибуне, но на самом деле семья Трампа, его дочь Иванка, у нее ортодоксальная еврейская семья. Она приняла иудаизм. Она приняла иудаизм, выйдя замуж за Джареда Кушнера, который займет пост советника в администрации Дональда Трампа, то есть в Белом доме. И это, в общем, символический момент и лично для их семьи тоже вот выступление этого раввина. Итак, церемония продолжается. Впереди у нас после Марвина Хайера также будет выступать преподобный Франклин Грэм, бишоп, то есть служитель католической церкви Уэйн Джексон. Ну и после этого мы с вами услышим исполнение американского гимна. И все это, конечно, составляющая одной большой церемонии инаугурации Дональда Трампа. Сейчас мы подключим к нашему диалогу и к нашему общению, обсуждению инаугурации Виталия Шклярова, политтехнолога. Если помните, он был вместе с нами здесь, в этой студии, в ночь выборов, когда Дональд Трамп победил. Виталий, приветствую. И все этому очень удивились, по крайней мере, политтехнологи, насколько я помню. Виталий. Здравствуйте, Наталья. Да, здравствуйте. отлично. Рад вас слышать. Взаимно. Надеюсь, что вы слышали речи Дональда Трампа. Что думаете? Да. Но удивило пару моментов. Во-первых, немного было похоже как-то речь на какое-то предвыборное мероприятие, на какую-то речь избирательной кампании, по крайней мере, первая часть этой речи. Я ожидал более пафосного и немножко более существенного интро. Во-вторых, Трамп в своей стилистике очень порадовало то, что он все-таки говорил о какой-то перезагрузке отношений, о партнерстве возможном, о конце, как он выразился, такой стратегии нейшн-билдинга Америки. Ну, посмотрим, насколько это будет реализуемо. Я, в принципе, смотрю на это все достаточно позитивно. Хотя Трамп в своей стилистике жестикулирует, ну вот. Да, я бы отметила, наверное, популистские ноты в этой достаточно короткой речи Трампа. Он говорил о возвращении, собственно, власти в руки народа, говорил, что, собственно, этот момент принадлежит вам, идем против истеблишмента, действительно ли правительство контролируется народом, когда народ стал правителем этой страны. То есть он, в общем, повторяет какие-то такие вещи. Вопрос, после окончания выборов, это все-таки предвыборная немножко риторика, действует и продолжает ли это действовать?
Виталий. Совершенно верно, да. Я с вами согласен. Вот поэтому и говорю, что немного похоже было для меня это на какие-то его речи цикла избирательной кампании. С другой стороны, он, естественно, попытается... Для меня было тоже удивительно, попытаюсь добавить, что стоя там, на Капитолии, только что приняв присягу, он все-таки начал с критики Вашингтона и с критики действующей власти, даже как-то так, между прочим, достаточно жестко слышалось. Я все-таки ожидал, может быть, какого-то примирения и более позитивного месяца. Странно, что он... опять пытается народу ткнуть в лицо и сказать: смотрите, во всем виноват Вашингтон. Хотя он уже часть этого Вашингтона, и поэтому, мне кажется, здесь немножко перебор. Но, тем не менее, он сказал, что мы можем быть белыми, черными, коричневыми, какими угодно, но у нас течет красная кровь патриотов. Не было ли это все-таки такой попыткой, хотя бы намекнуть на возможное единство? Ну да, но хотя, соглашусь с Натальей, достаточно популистский разворот такой. В нас течет, это, в принципе, во всех нас течет одинаковая кровь. Это не говорит о насущных проблемах Америки и о единстве, на котором сейчас нужно будет работать его администрация, потому что все-таки страна после этих выборов разделена очень сильно. И в данном случае это самая большая задача ближайших 4 лет или 8. Да, но вот что интересно, Виталий, Обама в 2009 году в своей инаугурационной речи говорил об эпицентре кризиса. И, собственно, тогда был экономический кризис. И вот сейчас, 2017 год на дворе. Сейчас мы должны прерваться, потому что сейчас будет исполняться гимн Соединенных Штатов, завершающий, по большому счету, церемонию инаугурации. Хороший вопрос, я отвечу. Мы слышали сейчас гимн США в исполнении 16-летней певицы Джеки Иванко, победительницы реалити-шоу America Got Talent. И, естественно, новый президент США, в общем, любит реалити-шоу, поэтому такой выбор не случайен. Итак, церемония завершена. Исполнение национального гимна – это официальное окончание церемонии. Дальше, что будет в эфире, сейчас скажем. Дональд Трамп отправится, и, собственно, вместе с гостями в здание Конгресса от Барака Обама. И это тоже важный символический такой церемониал. Он на вертолете улетит с Капитолийского холма на базу Эндрюс.
И оттуда улетит в Калифорнию. Собственно, и завершится 8 лет его правления. Но надо заметить, что в отличие от многих президентов, бывших президентов США, он, по крайней мере, на какое-то время останется жить в Вашингтоне. В общем, не так далеко, в районе Колорамы, не так далеко от Белого дома. То есть это такой немножко странный момент, поскольку город не такой уж большой. С завершением церемонии мы сможем подключать, наконец, наших корреспондентов, работающих по всему Вашингтону. Но сначала давайте перенесемся в Москву. Там в московской студии «Радио Свобода» находится главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов. Александр, слышите ли вы нас? Коллеги, можем ли мы сейчас уже общаться с Александром? Я вас слышу. Добрый вечер. Да, Саша, приветствую. Мы тебя еще и видим. Надеюсь, что ты слышал речь Дональда Трампа. Буквально накануне, вернее, сегодня я читал твою статью на Carnegie.ru, как раз с анализом, чего ждать от Трампа и насколько он действительно уникальное явление. Что ты услышал в этой речи? Удивила ли она, затронула ли что-то, были ли какие-то ответы в ней или хотя бы символы и сигналы? Новое видение будет править страной, сказал Дональд Трамп. Отозвалось ли это в Москве? Поскольку я говорю из Москвы с вами, наверное, сначала мы попробуем понять, что в ней интересного было для тех, кто ее слушал из Москвы. Ну, я не знаю, кроме вашингтонского истеблишмента есть истеблишмент кремлевский. Я думаю, что они услышали несколько важных для себя моментов, которые должны были, наверное, обнадежить всех, кто, так сказать, опасается американской мощи, интервенционизма и так далее. Они услышали, во-первых, что Америка должна защищать прежде всего свои границы, а не чужие. Америка не должна растрачивать чрезмерно свои деньги и возможности на всех союзников по всему миру, а сконцентрироваться на себе. И Америка не будет навязывать всем свой образ жизни, а будет вот этим самым примером, маяком, городом на холме. То есть люди могут добровольно за ней последовать, городом на холме, других менять, так я понимаю, они не собираются. Да? Это некоторые моменты, которые, я думаю, беспокоят не только Москву, но и Китай, но и вообще все страны, которые в своем, не знаю, общественно-политическом развитии отстают от Америки, отличаются от Америки. Это для них, важно. Александр, в предыдущем часе у нас Другой был вопрос, Сергей насколько Алексашенко. это разделяют все в этих странах. Да, но мы говорим о руководстве, конечно, во всяком случае, о руководстве тех, кто с ним более-менее согласен. Да, у нас в студии был Сергей Алексашенко. Мы обсуждали, собственно, а чего в Москве, вот если разделять, хотят и ждут? Ну, в Москве хотят и ждут, чтобы не было хуже. Я имею в виду, что ждут нормализации отношений с Америкой, генерально ждут, отказа от линии на переделку других стран по некоторым образцам, которые сделаны за пределами их стран, ждут, скажем так, признания того факта, что на местах они там лучше разберутся, как им жить. Это, конечно, устроит все полусвободные, недостаточно свободные, несвободные страны в мире, потому что, конечно, после того, как удалось освободить весь социалистический лагерь бывший, удалось сменить общественно-политическую систему в бывшем социалистическом лагере, основным настроением американским было продолжать в том же духе, что мы можем изменить весь мир к лучшему, подтянуть его до некоторых общих стандартов. Вот. Но мы видим, что в результате применения этой максимы такого не всегда разборчивого в мире образовались в том числе и черные дыры, где старые системы были уничтожены, а новые государства не возникли. И вот, собственно, в день, когда Обама покидал должность, а Дональд Трамп вступал в должность, взорвали то, что осталось от античной Пальмиры в Сирии. И это, конечно, довольно символическое совпадение, на мой взгляд. Кстати, Трамп произнес в своей речи такой призыв: объединим усилия в борьбе с исламским терроризмом, который мы полностью сотрем с лица земли. То есть при том, что Обама, например, вообще предпочитал другие выражения, то есть он предпочитал радикалов, экстремизм и так далее, без слова «исламский». И вот Трамп в своей инаугурационной речи произносит исламский терроризм. То есть насколько это близко к московской сегодняшней риторике? К российской? Ну, это отвечает, в общем, тому предложению, с которым Путин вышел в конце 2015 года на трибуну Генеральной Ассамблеи ООН, создать коалицию наподобие гитлеровской, которая, поверив противоречий
и разница в ценностях в системах объединила бы разные страны против, вот, собственно, исламского терроризма. А другое дело, что когда Трамп это предлагает, ну, конечно, он видит, собственно, как и Обама до него, видит Америку во главе этой коалиции. То есть коалиция все-таки в его понимании будет коалицией под руководством, вероятно, Соединенных Штатов. Тут вопрос, насколько, как он сформулирует предложение России, насколько Россия сможет в эту коалицию вступить. Опять вопрос об Асаде останется нерешенным. Но я думаю, что в этом отношении он, конечно, и на словах, и на деле, так сказать, готов немножечко обновить подходы, да, готов пересмотреть то, от чего не готова была отказываться предыдущая администрация. Рассмотреть, например, возможность оставить Асада, ну и так далее. Но это уже детали, которые сейчас мы не будем обсуждать. Ну, кстати, мы продолжаем наблюдать за тем, что происходит сейчас на Капитолийском холме. Вот сейчас на экране появилась старшая советница Дональда Трампа Келлиан Конвей в таком революционном наряде. У нее такое интересное пальто. Одна из самых видных женщин, скажем, которые окружают Трампа, поскольку, насколько я понимаю, в его кабинете всего 4. Некоторые считают, что она вообще привела его к власти, смогла изменить его кампанию. Стала первой женщиной главой штаба победившего кандидата. Мы видим сейчас Дональд Трамп вместе с теперь уже бывшим президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой в Конгрессе. Они находятся ровно под куполом Конгресса. Насколько я помню, это холл со скульптурами. Эта часть как раз нескольких президентов США. Вот они сейчас в ротонде. Они на самом деле проходят сквозь это здание, и Барак Обама... Они, насколько я помню, должны будут сфотографироваться, а после этого Барак Обама, собственно, улетит на вертолете, а Дональд Трамп его проводит таким образом, действительно символически завершив передачу власти. Вернемся к разговору с Александром Бауном. Александр, ну понятно, чего Москва ждет или, может быть, хочет от Дональда Трампа. Дональд Трамп, в общем, тоже уже предложил, сказал, что можно отменить санкции в обмен на сокращение ядерных потенциалов. Но давайте вот реально, а что Москва может предложить Трампу в случае попытки вот какой-то этой сделки, да, как он обещал? Ну да, это то, что мы обсуждаем здесь в последнее время, потому что, конечно, несмотря на всю революционность начала президентства, тут не только пальто революционное, я слушал, начало речи было достаточно революционным, когда он указал на сидящих рядом бывших президентов, а потом в лицо буквально объявил им, что ваши победы не были победами американского народа, передаем что когда праздновали в DC, в Вашингтоне, да, совершенно верно. Америка не праздновала, а вот сейчас мы возвращаем власть вам. Это, конечно, ну, так сказать, революционный жест. Впрочем, он стоит в линейке в контексте других революционных жестов, о которых я писал в сегодняшней уже статье, о том, что Трамп, конечно, его настоящий контекст не столько кремлевский, сколько контекст восхождения новых правых в Северной и Западной Европе, где постепенно в последние 10-15 лет партии с такими лозунгами, с таким направлением мысли одна за другой побеждали сначала в городах, потом на парламентских выборах, и потом зачастую становились правящими. Просто в Европе к этому постепенно привыкли, а в Америке это, конечно, впервые происходит. Ну, проблема, конечно, с тем, что Россия может дать взамен, потому что, несмотря на всю свою революционность, он не может просто так взять и развернуть или улучшить резко отношения с Москвой, ну, не знаю, пригласить Москву обратно в Большую Восьмерку, как об этом итальянцы намекали, не получив ничего взамен. Его, естественно, за это раскритикует американская пресса, ну, к этому он привык, но его не поймет и республиканская партия, которая традиционно очень скептически и настороженно относится к России, его не поймут силовики американские, которых он взял в свою администрацию достаточно много, военные. То есть ему нужно что-то будет принести взамен, и этого чего-то у нас не так много. Понятно, что Россия не будет менять Крым на это, понятно, что она готова теоретически обменять Донбасс, но Украина не берет сама Донбасс на этих условиях и в той ситуации, в которой он оказался. Ну, я думаю, что проще всего было бы отменить ряд самых одиозных законов. Например, закон Димы Яковлева, который ущемляет права американских граждан на усыновление. Это был бы, в общем, жест, который был бы и красив в международном плане, и в России бы его многие поддержали, потому что этот закон не был
принят при всеобщей поддержке. Все-таки даже сторонники власти, многие сторонники власти в России считали, что дети не могут быть предметом политического торга. Ну и есть еще ряд одиозных законов, в которые можно... Мне как раз показалось, что это произошло. Валентина Матвиенко намекнула как-то, снова подняла тему с законом Димы Яковлева и вот это решение Верховного суда. Ты действительно думаешь, что вот Москва пойдет на отмену этого закона? Ну, я думаю, что это один из возможных шагов. Если она не будет придерживаться своей старой логики, ведь мы помним логики отвечать четко одним на другое, да, мы помним, что закон Димы Яковлева был принят в ответ на список Магнитского. Список Магнитского, наверное, пока отменен не будет, тем более, что он принимался в Конгрессе, а не указом президента, да, он принимался, как имеет силу закона. Но ведь мы видели, что в конце года Путин не стал высылать американских дипломатов и отнимать американскую недвижимость в ответ на аналогичные действия в Вашингтоне. Поэтому, Саша, я прошу прощения, кажется, что вот вынужден эта тебя логика сейчас... ответить тем же немножко разрушена. Я вынужден тебя сейчас прервать, потому что мы сейчас смотрим прямую трансляцию. Это, опять же, символический момент. Бывший вице-президент Джо Байден с супругой доктор Джилл. Да, они как раз сейчас садятся в машину и покидают Капитолийский холм. Естественно, вице-президент покинет и вице-президентскую резиденцию Naval Observatory, то есть военную обсерваторию, где он жил. И Дональд Трамп вот с супругой Меланией, Барак Обама, Мишель Обама еще стоят на ступенях Капитолия. Хотя церемония уже завершилась, но вот как бы ждем прощания. Вот ждет уже Барак Обаму вертолет. Бело-зеленый вертолет, на котором он уже не называется Marine 2, то есть он уже не называется Marine 2, как называется обычно президентский вертолет. Это уже у нас, по-моему, Executive, если я правильно помню. Ну, один из вертолетов военного полка, который авиационного полка, который обслуживает. Да, уже не президентский. Да. Собственно, борт номер 1 действительно тоже принадлежит. Хотя вчера он прилетел на одном просто из президентских бортов. А сегодня борт номер 1, конечно, уже у Дональда Трампа. Сейчас мы будем наблюдать, как Барак Обама в буквальном смысле улетит в историю, потому что он отправится в Калифорнию отдыхать, потом вернется как раз в... Вы смотрите все это в прямом эфире. Но, как он обещал, в качестве гражданина он будет принимать участие в жизни страны и так далее. Да, кстати, сказал, что, видимо, активно будет комментировать и не будет отмалчиваться. Как Джордж Буш-младший, кстати, который покинул этот пост и фактически исчез из поля зрения. То есть изредка появляясь на каких-то формальных церемониях, но он практически никогда не комментирует политическую жизнь страны. Итак, вот, собственно, на ваших глазах в прямом эфире мы видим, как теперь уже первая пара Соединенных Штатов, Дональд Трамп, 45-й президент, и его супруга Мелания Трамп провожают бывшего президента, 44-го президента Барака Обамы и Мишель Обама к трапу вертолета. Семей там нет, кстати. Прощаются. Давайте просто посмотрим за этим без комментариев. Ты знаешь, я сейчас Барак Обама помахал, кстати, не стал отдавать честь, хотя обычно... Почему? Он когда поднимался, вот так вот сделал, да. Я, знаешь, сейчас уже по привычке, потому что он уже не верховный главнокомандующий. Я вспомнил один момент. Помнишь, 4 года назад, после проезда по Пенсильвания-Эвеню, входя в Белый дом, он остановился, обернулся, и микрофоны поймали его фразу. Он сказал членам семьи, окружавшим людям: подождите, я хочу посмотреть на это, я вижу это в последний раз. Ну, то есть для него это был второй раз, очевидно, последний. Итак, Дональд Трамп возвращается в здание Конгресса, ну а мы подключим к нашему разговору журналиста русской службы BBC, ранее работавшего, кстати, в Корбюро в Вашингтоне, Олега Антоненко. Олег, приветствую, слышите ли вы нас? Да, здравствуйте, коллеги, я вас хорошо слышу. Надеюсь, замечательно. Олег, вы, наверное, наблюдали также за этой церемонией. У нас сейчас, возможно, Америка стоит на пороге
новой политики, может быть, изменение политики по отношению к России. Вопрос, выдержит ли Европа политику, которой она придерживалась до сих пор по отношению к России? То есть сможет ли Европа самостоятельно придерживаться вот санкционной политики, например, или все как-то пойдет, ну, скажем, со знака Трампа, может быть, на какой-то откат? Хочу дать ответ на вопрос. А вы уверены, коллеги, что Трамп отменит санкции в отношении России? То есть уверены ли мы то, что говорил Дональд Трамп, при том, что он совершенно какой-то четко, что он будет придерживаться этой политики, да? То есть, безусловно. А что касается отношений с Россией, в Европе это один из ключевых вопросов, когда речь заходит об Америке. Если вспомнить вообще всю послевоенную историю, после Второй мировой войны, то де-факто Соединенные Штаты всегда были гарантом безопасности Европы. Да, вот этот вот мощный Евроатлантический союз, существовавший на протяжении этих десятилетий, он гарантировал безопасность Европе. После действий России на Украине, после всего, что произошло в последние годы, после того, как Дональд Трамп делал заявление в отношении Владимира Путина довольно-таки позитивное, теплое, безусловно, вот это вот все вызывает здесь обеспокоенность. Но с другой стороны, знаете, вот главный лейтмотив, я много читал, что пишет, много говорил с людьми, все-таки остается такой, что Дональд Трамп — это по большому счету загадка. Мы знаем о его заявлениях, мы знаем, что он говорит, но что он будет делать, мы, в общем, с трудом предполагаем относительно той самой организации, которую он назвал устаревшей относительно НАТО, да, относительно Европейского Союза. Мы прекрасно помним, когда Барак Обама приезжал в Британию накануне референдума о членстве Британии в ЕС, он говорил, что в случае выхода Британии из ЕС, то Британия будет последней в очереди, да, на некие торговые соглашения, на преференции от Вашингтона. Дональд Трамп сделал ровно противоположное заявление. Он обещал первое соглашение торговое заключить с Британией, которая вышла из Европейского Союза. Более того, да, у него такие антиевропейские настроения присутствуют, они легко прочитываются. Поэтому вот в этом смысле, конечно же, Дональд Трамп, с одной стороны, для Британии, по крайней мере, потому что Британия — это не вся Европа, конечно же, особенно после Брексита, да, после того, который не случился, после референдума о выходе. Безусловно, в Британии к Дональду Трампу такое отношение двоякое. С одной стороны, в принципе, здесь ожидает неких таких экономических мощных связей, которые понадобятся стране, которая собирается очень тяжело, очень долго договариваться с Евросоюзом о каких-то новых условиях, да, после того, как начнутся переговоры о Брексите. А с другой стороны, вот то, о чем мы с вами говорили, о безопасности, да, вопрос не праздный. И в этом смысле, конечно, Британия, как и часть Европы, обеспокоена, безусловно. И тут тоже гадают, а что будет дальше? Итак, сейчас, Олег, я вас прерву. Обама буквально улетает на наших глазах с Капитолийского холма. Первый президент-афроамериканец, правивший 8 лет, победивший дважды на выборах, его правление закончено, кстати, и он становится частью истории. С высоким рейтингом. Он завершил все-таки, как говорят, свой срок, свою каденцию. Уступая Клинтону, и второй президент, кто там, Рейган, да, был, по-моему, с действительно очень высоким рейтингом. При том, что Рейган начал не как самый популярный президент, что, естественно, сторонники Трампа очень любят приводить его в пример. То есть говорят, что Рейгану тоже не доверяли, говорили актер, клоун и так далее. Вот посмотрите, как он стал одним из самых популярных президентов США, так может произойти и с Дональдом Трампом. Олег, а что вообще говорят в Европе вот сейчас? То есть будет некий период такого ожидания или уже собираются делегации в Вашингтон, чтобы наводить мосты с новой администрацией? Ну, как вы знаете, на инаугурации, по традиции, на инаугурации американского президента не присутствуют иностранные делегации, да, это такая вот в американской политике существует традиция, а сейчас вот как раз начнется, наверное, самый такой активный дипломатический период, когда стороны будут вообще наконец понимать, какую же политику Дональд Трамп собирается вести в отношении их. И на самом деле, если помните, относительно недавно Дональд Трамп давал интервью, обещал, в общем, встречу скорую с премьер-министром британским Терезой Мэй. И вот здесь, в Британии, с нетерпением ожидают этой встречи. Возможно, она, в общем, какие-то плоды принесет. Я уже упоминал торговое соглашение, вот этот вот союз между Британией и Соединенными Штатами, который обещан Дональдом Трампом, его здесь, безусловно, ждут. Но, с другой стороны, понимаете, коллеги, у нас тут очень много вопросов вызывает заявление Дональда Трампа, которое, в общем, здесь трактуется несколько и вообще вызывает непонимание. Мы уже упоминали НАТО, упоминали Владимира Путина, отношение к климату, глобальному потеплению, то, что говорит господин Дональд Трамп, отношение к иранской ядерной сделке, да, вот, которую он обещает пересмотреть. То есть вот по всем этим вопросам у Британии, у Европы несколько другой взгляд на вещи, чем у Дональда Трампа. И, конечно, вот самое интересное сейчас начнется, каким образом будет находиться консенсус. Как будут стороны вот выстраивать отношения по этим очень сложным, болезненным внешнеполитическим вопросам. Ну и, безусловно, вопросы двусторонние тоже очень важны. С другой стороны,
давайте не будем забывать, что Дональд Трамп — это такая часть больших таких глобальных политических трендов, которые заключаются в неприятии истеблишмента. Да? Вот мы вспоминали Брексит, здесь у нас в Британии победа Дональда Трампа трактуется. Ну, собственно, вот в инаугурационной своей речи он как раз и говорил о том, что, дескать, вот истеблишмент побежден, теперь вся власть у вас, дорогие мои соотечественники. Олег, спасибо. Наш коллега Олег Антоненко, журналист русской службы BBC, ранее работавший в Вашингтоне в Корбюро BBC. Спасибо за ваш комментарий, спасибо за участие в нашем проекте. Ну а мы передаем эфир сейчас в Нью-Йорк. Нашим коллегам из Нью-Йорка. Да, кстати, это город, который очень активно принимал участие. Спасибо вам, счастливо, удачи. Да, счастливо. Всего Спасибо, доброго. пока. Нью-Йорк очень активно принимал участие в выборах. Оба кандидата президентских выборов были из Нью-Йорка. Принимал участие в протестах. Там же сосредоточена экономическая жизнь страны. И Борис Кольцов с его гостями в студии. Коллеги, эфир ваш. Расскажут. Слышим ли мы Бориса или у нас проблемы со связью? Коллеги. У нас, к сожалению, есть некоторые проблемы с аудиосвязью с нашей нью-йоркской студией. Мы просим нашу режиссерскую группу сказать, когда все будет восстановлено, и мы сможем действительно послушать, что думают эксперты и чего ждут экономисты от Дональда Трампа. Также в ближайшие минуты не переключайтесь, вас ждут прямые включения с улиц американской столицы. И мы также ждем прямого включения с Викторией Купчинецкой, которая следит за различного рода протестами, проходящими в деловом центре, деловом центре Соединенных Штатов. Если я правильно понимаю, то мы также можем с ней сейчас связаться. Вика, слышишь ли ты нас, видишь ли ты нас? Нет, я пока не вижу Вики на связи, но пока она к нам не подключилась. Ром, я бы хотела, наверное, отметить один момент. То есть в 2009 у нас был кризис, Обама говорил о кризисе. Сейчас экономические показатели, в общем, не так уж плохи, но Трамп все равно говорит о кризисе. Ну, мне кажется, это, конечно, риторика приходящего президента, которому нужно спасти страну. оттенить достоинство предыдущего президента. И сейчас давайте, пока мы ждем нашего соединения мы ждем соединения с Нью-Йорком. Давайте поговорим с Викторией Купчинецкой о протестах. Вика, слышишь ли ты нас, видишь ли ты нас? Мы слышим, что у Вики громко. Видимо, протесты... Давайте перенесемся, пока мы восстанавливаем все-таки связь. Дадим нашим техникам возможность восстановить. Москва на связи с нами. Здравствуйте, дорогие коллеги. Давай, Вика, продолжай. Наконец-то мы тебя слышим и видим. Да, здравствуйте, дорогие коллеги. Да, действительно, у нас здесь громко. Я нахожусь на 5-й авеню, буквально напротив уже теперь бывшей резиденции Дональда Трампа, который стал 45-м президентом Соединенных Штатов. Здесь прямо сейчас проходит протест против президента Дональда Трампа. Буквально справа от меня, через дорогу от входа в это здание, несколько десятков активистов собрались и скандируют «Нет Дональду Трампу! Нет фашизму! Нет Ку-клукс-клану!». Буквально в тот момент, когда Дональд Трамп принимал присягу, чтобы стать 45-м президентом Соединенных Штатов, буквально здесь происходил еще один протест, акт гражданского неповиновения, которым руководил член городского совета города Нью-Йорка Джумани Уильямс. Сначала он провел пресс-конференцию, на которой заявил, что все политические позиции Дональда Трампа являются анафемой для Америки, для демократии Америки, для толерантности Америки. И после этого Джумани Уильямс вышел буквально на середину 5-й авеню, сел на тротуар вместе со своими сторонниками и полностью заблокировал движение по 5-й авеню. Его окружили полицейские, его окружила пресса. Он просидел так несколько минут на тротуаре, и мирным образом полиция его подобрала, отвела в машины, и других, также его нескольких сторонников арестовали, и их отправили в ближайшее отделение полиции. Я хочу напомнить еще раз, что Дональд Трамп уроженец Нью-Йорка, он родился здесь, в Квинсе, в районе Квинс, и нью-йоркцы очень близко к сердцу принимают и президентские выборы эти, и его инаугурацию, и поэтому
И поэтому здесь как-то очень активно все это воспринимают. Это активные, очень много эмоций вот в последние недели, месяцы мы видим здесь на улицах. Дональд Трамп не первый американский президент, уроженец Нью-Йорка. В 1901 году присягу принял Теодор Рузвельт, и в 1933 году Франклин Делано Рузвельт стал президентом Соединенных Штатов. Но вот что касается 45-го президента Соединенных Штатов, то его здесь в Нью-Йорке не любят. Это демократический город, это либеральный город. И не любят его политические позиции, его месседж политический, а также не любят ту манеру, в которой он передает этот месседж американской общественности. И вот эта нелюбовь, это неприятие было очень ярко выражено здесь, в Нью-Йорке, накануне, когда здесь прошел массовый протест против президентства Дональда Трампа. В нем приняли участие тысячи и тысячи людей. В нем принял участие мэр города Билл де Блазио, самые разные звезды, знаменитости, политики. Протесты будут продолжаться здесь, в Нью-Йорке, они будут продолжаться здесь завтра. Здесь также пройдет марш женщин, так же, как и в Вашингтоне, для тех, кто в Вашингтон поехать сможет. Этот марш будет проходить напротив здания Организации Объединенных Наций. Я там буду, и я буду в прямом эфире в программу «Настоящее время. Итоги». Я буду рассказывать прямо с места события, что там будет происходить. Коллеги. Вика, насколько я понимаю, все-таки протесты ожидаются мирные, то есть никаких опасений на этот счет нет, поскольку где-то мы видели сообщение уже о каком-то разбитой витрине. В Вашингтоне был случай мужчины, который напротив отеля Трампа пытался костер какой-то зажечь и сам нечаянно загорелся. То есть мы ожидаем, в общем, более-менее цивильных протестов. Правильно я понимаю? То есть никаких опасений? Да, Наташа, совершенно верно. И настроение, какая-то, знаете, есть у нью-йоркцев такая культура протеста, они это делают на протяжении многих-многих десятилетий. Есть такая культура мирного протеста. Это было очень очевидно. Вчера я была на протесте, где было тысячи людей, и настроение такое страстное. Там собрались граждане, которые выступают против программы, против политики Трампа, но никаких даже намеков на какое-то насилие нет. И люди, которые с трибуны выступают, они все время подчеркивают о том, что протесты должны быть мирными, это должны быть акты гражданского неповиновения, что это демократический процесс, и мы должны таким образом эти протестующие, несогласные, должны мирным образом выражать свое несогласие. Вика, спасибо. Будем следить за твоими прямыми включениями в Фейсбуке и завтра в программе «Настоящее время. Итоги». Прежде чем мы передадим слово Нью-Йорку, я хотел бы выразить нашу глубокую признательность Александру Баунову в московской студии «Радио Свобода» за то, что он присоединился к нашему эфиру. Саша, спасибо. Как всегда, насыщенный эфир. Нет возможности поговорить столь долго, как хотелось бы, наверное. Спасибо за то, что пришел и присоединился к нашему. Еще 4 года или 8 лет, как на это рассчитывается. Да, действительно, еще много раз обо всем поговорим. Александр, спасибо. Ну а прямо сейчас слово нашим коллегам в Нью-Йорке. Проект «Время, деньги». Борис Кольцов. Да, Рома, привет. Наташа, привет. Надеюсь, сейчас вы меня слышите. Да. Итак, у меня в студии финансовый аналитик Игорь Новгородцев. У меня к нему два вопроса. Надеюсь, он успеет на них ответить. Первый. Игорь, насколько я понимаю, все только начинается, да? Самое интересное. Вот какие шаги ждет от Трампа Уолл-стрит, к чему будет приковано внимание игроков на биржах? Во-первых, нужно отметить, что Уолл-стрит очень всему радуется, особенно Трамповым назначением, потому что у них очень много своих людей. То есть Минучин, секретарь Трежери, Скрамучи, его заместитель, который занимался хедж-фандами, Гарри Кон, который был Chief Operating Officer Goldman Sachs, это Билл Борос, который, так сказать, private equity. Все в Трампа такого представительства Уолл-стрита никогда, по-моему, за всю историю не было в американской администрации. И как ты говорил мне перед эфиром, все они в той или иной степени имели дела с Трампом, то есть он назначал людей, с которыми у него был совместный бизнес, правильно я понимаю? Своих друзей практически, да. То есть у него были либо у него были свои какие-то бизнесовые интересы, то есть у них когда уже был день, когда у него были Трамп-касино или какие-то отели, либо он их персонально долго знал. Поэтому я не думаю, что он выбирал специально, чтобы Уолл-стрит, но Трамп живет в Манхэттене, и элита, так сказать, живет на Уолл-стрите, так что это как бы был естественный выбор. Итак, к чему, вот буквально по пунктам, зачем будут следить?
Ситуация несколько интересная, потому что не только он назначил из Уолл-стрита, но особенно сильно представлены хедж-фанды и private equity. Если продумать по Трампу, то он, конечно, не конвенциальный президент. Он считает, что все говорит по-другому, говорит, что все было сделано, все было неправильно, что большинство политиков не понимает экономику. И если посмотреть на ментальность хедж-фандов и private equity, то точно такая же, они думают совершенно похоже. Они считают, что можно только деньги заработать, если ты думаешь совершенно по-другому, как толпа. Поэтому с этой точки зрения дело очень сходится. Но я, правда, не уверен, что это будет не обязательно хорошо играть в политике, где нужно быть дипломатичным, и нужно, так сказать, заключать договоры и ладить с другими людьми. Это в мире хедж-фондов не всегда хорошо работает. Хорошо, тогда вот мой последний вопрос. По мнению ряда экономистов, в 2018 или в 2019 году мировую экономику ждет глобальная рецессия. Разные признаки снижения мировой торговли, цикличность и так далее. Вот на твой взгляд, насколько Трамп и обозначившаяся сейчас команда подходящие фигуры для того, чтобы пройти эту рецессию? Ну, во-первых, я бы начал с того, что экономисты, по-моему, предсказали 20 из последних 5 рецессий, правильно? Поэтому они предсказывают рецессию чуть ли не каждый год. Но большой вопрос стоит в том, может ли политика Трампа, как, например, уменьшение торговли, сама быть причиной мировой рецессии. Такого еще пока не произошло. То есть не все рецессии начались из-за каких-то экономических причин, не из-за того, что там, президент поменялся. Или же рецессия произойдет, и насколько это поменяет Трампа. Потому что всегда, что мы знаем, что в рецессии президенты делают очень... она очень меняет. Например, никто не думал, что Буш, который был за свободную торговлю и за неподдержку государства, не вмешательство в экономику, будет, так сказать, большой бейлаут американских банков. Это было совершенно неестественно. Поэтому никто не знает, как Трамп на это прореагирует. Понятно, спасибо. Нам надо передавать слово Вашингтону. И спасибо за то, что к нам пришел. Большое спасибо за приглашение. Да. Приветствуем, друзья. Итак, час дня, в Вашингтоне. Это значит 8 вечера в Москве. 9 уже сколько вечера. времени? Уже практически полчаса в Америке новый президент, но приветствуют его не все. То есть помимо толп, которые собрались торжествовать вместе с 45-м президентом Дональдом Трампом, в Вашингтоне собрались также протестующие. И вот с ними общается Ануша Витисян, наш корреспондент. Попробуем выйти с ней на в прямой эфир. Ануш, приветствуем тебя, рады, что наладили связь. Итак, много ли протестующих? Насколько мирный протест? Приветствую, коллеги. Да, на самом деле протесты очень мирные. Мы у мемориала ВМС США. Здесь с самого утра был открыт чекпоинт. Люди продолжают приходить. В один момент сообщили, что чекпоинт был закрыт. Потом нам сообщили, что дело было в том, что здесь было очень много сторонников Трампа, которые мешали протестующим пробраться на территорию, где им было разрешено проводить санкционированную акцию. Но на самом деле надо сказать, что здесь проходит все очень мирно. И как сами организаторы этого мероприятия говорят, что это своего рода инаугурация сопротивления. То есть здесь люди проводят свою собственную инаугурацию, здесь звучит своя музыка, звучат свои речи, выступающие. И во время речи Дональда Трампа они пытались заглушить ее музыкой. Это продолжалось несколько минут, но потом все уладилось. На самом деле здесь звучат самые разные лозунги. Среди них это выступление за права иммигрантов, за права мусульман, ЛГБТ-сообщества, женщин, права рабочих. И они защищают также Obamacare, систему здравоохранения. Но среди выступающих также были активисты движения Black Lives Matter, а также жизнь чернокожих важна, а также так называемые Dreamers, молодые ребята, которые приехали, которые были привезены в Соединенные Штаты в очень молодом возрасте родителями, нелегальными иммигрантами. Они сказали, что они такие же американцы, как все остальные, кто здесь родился и вырос. Мы также успели пообщаться с людьми, которые пришли здесь с плакатами, на которых изображен Владимир Путин и Дональд Трамп. Дональд Трамп был изображен в виде марионетки Владимира Путина, и многие из них возмущались о том, что Россия вмешалась в американские выборы. Если есть возможность, давайте послушаем, что нам сказали некоторые из активистов.
Итак, Ануш, мы, к сожалению, сейчас не можем проиграть как раз этот фрагмент этого интервью. Надеемся, что мы будем связываться с тобой и дальше по мере развития ситуации. Напоминаем, что вы смотрите канал «Настоящее время», и это прямой эфир из Вашингтона, 3-й час специального телемарафона в честь инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. И с вами работаем Наташа Мозговая и Роман Мамонов. И наши корреспонденты, естественно, работают сегодня у стен Конгресса, на Капитолийском холме, у Белого дома и на Пенсильвании-авеню, где в скором времени ожидается праздничный парад. Сейчас мы свяжемся с нашим корреспондентом Рафаэлем Саковым. Рафаэль, ты находишься до сих пор, насколько я понимаю, напротив Белого дома. Можешь ли ты сказать нам, если ты на связи с нами, что происходило там вот во время присяги нового президента США Дональда Трампа? Да, на самом деле здесь многие люди реагировали на речь Трампа и на то, что происходило, поскольку некоторые уже заполняют трибуны, которые здесь расположены непосредственно поблизости с правой и с левой стороны от президентской ложи. Но я вам могу сказать, что, честно говоря, люди реагировали достаточно вяло. Тут, по сути, один экран, из которого из громкоговорителя можно было слышать эту речь, довольно-таки вяло. Но были два момента, когда люди действительно стали аплодировать, встали. Первое, это, конечно, когда Дональд Трамп сказал о том, что власть передается не просто от одного президента к другому и не от представителя одной партии и другой партии, а от Вашингтона народу. Вот это очень понравилось людям, которые здесь собрались. И второе, это, конечно, когда Дональд Трамп заявил о том, что он будет следовать своему слогану «Америка в первую очередь». Конечно же, когда он говорил про рабочие места в Америке и, конечно, обо всем американском, так называемом американском импортозамещении. Ну и в целом я, конечно, скажу, что люди ждут, конечно, начала парада, собираются достаточно медленно. Только что пролетел здесь, буквально вот минуту назад, вертолет с Бараком Обамой после того, когда он вылетел от Капитолия, соответственно. И это тоже, ну, больше я скажу, что этот ажиотаж вызвало здесь, в ложе прессы, поскольку все сразу схватились за смартфоны снимать, как уже теперь бывший президент США, 44-й, пролетел впервые в новом статусе над Белым домом. Рафаэль, расскажи нам еще немного о сегодняшнем дне. То есть, естественно, праздничные мероприятия не ограничиваются вот этой церемонией напротив Капитолия. То есть есть еще праздничные балы, парад и так далее. То есть чего нам еще ожидать сегодня? Чего ожидать жителям столицы, у которых, кстати, сегодня выходной формально? Да, 3 официальных инаугурационных балла будет сегодня в Вашингтоне. Кроме того, соответственно, после того, как приедут сюда уже Дональд Трамп со своей супругой Меланией и с другими представителями и членами и его семьи, избранного президента, пройдет парад, соответственно, за которым они будут наблюдать. Но я вам еще скажу о том, что очень много интересного происходит внутри Белого дома. Сейчас у сотрудников, то есть там своя транзишн, свой переход власти, поскольку переход власти даже от одного швейцара к другому, но и внутри стаф, то есть сотрудники Белого дома меняются, поэтому, ну и помимо этого, конечно же, надо вывести вещи Барака Обамы. 137 комнат, насколько я помню, все надо почистить, во-первых, почистить, украсить и так далее. Украсить. В-третьих, еще и вывести вещи одного президента и ввести вещи другого. Что самое интересное, такой факт. Люди, которые занимаются, представители мувинговых компаний, которые привозят и увозят вещи, они не могут, не имеют права по протоколу заходить в Белый дом. То есть они привозят вещи, а заносят и выносят электрики, соответственно, другие рабочие Белого дома, которые обычно там работают, они выходят, на этот момент они превращаются в грузчиков и сами заносят эти вещи. Так что там действительно происходит сейчас много интересного. Мне кажется, это было бы не менее интересное реалити-шоу, чем инаугурация и все остальные торжества. Но, кстати, помимо просто переноски мебели, на самом деле новая первая семья может полностью изменить то, как выглядит внутри фактически Белый дом, то есть сменить вот этот ковер в овальном кабинете и так далее. Но, естественно, это делается все не за один день. Шутки о том, что Белый дом может превратиться в золотой, конечно, уже давно ходят после того, как 8 ноября был избран Дональд Трамп. Посмотрим, насколько действительно позволит. Опять же, существует протокол, что можно, что нельзя менять в Белом доме. Именно поэтому Барак Обама в основном
основном увозит отсюда свои фотографии, ну и какие-то предметы, личные предметы, но не какую-то особо мебель. Ну, кстати, некоторые предметы искусства, кстати, они тоже являются символическими. То есть какие-то скульптуры, какие-то картины, которые новый президент выберет, они должны стать неким символом его посыла. То есть с каким президентом он себя идентифицирует или с каким, скажем, иностранным лидером. Например, насколько я помню, Барак Обама бюст Уинстона Черчилля сказал вынести и заменил его, по-моему, Авраам Линкольном. А Дональд Трамп пообещал Давайте мы еще сейчас буквально посмотрим кратко. Бюст Уинстона Черчилля. Да, Дональд Трамп пообещал его вернуть в Белый дом. Барак Обама сейчас прибыл на базу Эндрюс. И мы слышим гимн. Барак Обама в последний раз выступит с коротким буквально обращением, уже скорее к персоналу, который обслуживал его все эти 8 лет. Его встретили аплодисментами. И это будет таким прощальным жестом перед отлетом в Калифорнию. Давайте мы продолжим наш эфир. Понятно, что все это крайне символично. Мы сейчас пойдем к Вадиму Оленичеву, который работает в центре американской столицы на Пенсильвании-Эвеню. И по именно этой улице пройдет парад. Вадим, привет. Что у вас там происходит? Насколько серьезные меры безопасности? Я так понимаю, сейчас вся волна людей должна была хлынуть к вам на Пенсильвании-Авеню. Да, Роман, спасибо. Добрый день. Действительно, вот сейчас мы можем видеть, что я стою на Пенсильвания-авеню, но Национальная аллея, она совсем рядом с нами, вот здесь впереди меня. И весь поток людей, которых обещали, что сегодня будет чуть ли не 1 миллион человек, может быть 800 тысяч, они сейчас после церемонии инаугурации начали все передвигаться с Национальной аллеи вот сюда, на Пенсильвания-авеню, потому что скоро здесь должен состояться парад. Он начнется уже буквально в эти минуты, потому что движение байкеров, известных всему миру американских мотоциклистов... Вадим, мы должны тебя прервать, потому что Барак Обама начинает выступать с прощальной речью. Знаете, мы с Мишель, в общем, все никак не можем распрощаться и уйти. Долго очень прощаемся и с большим удовольствием. И поэтому думаю, что надо вот сейчас мне как бы полаконичнее себя повести, потому что очень долго прощание это идет. И да, я уже говорил это прежде и повторюсь, скажу снова. Когда мы только были в начале этого пути, мы глубоко верили в американский народ и в их способность, их талант, их потенциал, нашу способность на талант, потенциал объединиться и изменить страну так, чтобы жизнь стала лучше у наших детей, у наших внуков, и изменения, чтобы эти происходили не сверху вниз, а чтобы они шли, перемены эти, снизу вверх. И иногда встречали эти аргументы со скепсисом, с сомнениями. Некоторые считали, что нам не удастся это сделать. Некоторым казалось, что институты власти и привилегии в этой стране слишком укоренились, слишком глубоко закопались, чтобы это могло стать реальностью. И тем не менее, и все же, все вы объединились как в малых городах и весях, так и в больших, крупных городах. Многие из вас были очень молодыми, и вы решили верить. Вы стучали в двери, вы звонили по телефонам, вы говорили со своими родителями, которые и имя-то мое произнести не могли. Барак Обама было для них непривычно звучало. И вы узнали друг друга, вы познакомились друг с другом, вы отправлялись в города и веси, в которые вы никогда даже не собирались, может быть, вообще ездить, и встречались с людьми, которые, на первый взгляд, были совершенно такими же, как и вы, они похожи были на вас, говорили, как вы, смотрели те же самые телевизионные программы, что и вы, но как только вы начинали с ними разговаривать, вы чувствовали разницу. Что-то было совершенно другое. И это стали замечать. И стало появляться чувство свободы. И, как я сказал, в 2004 году это был не слепой оптимизм, который побуждал нас выполнять всю эту работу. Не наивность это была, не
незнание всех тех вызовов, перед которыми стоит Америка. Это было надеждой перед лицом трудностей, надеждой перед лицом неопределенности. И вы доказали, что надежда — это сила. И в рамках всего этого процесса Мишель и я были просто частью вас, теми, кто идет, так сказать, впереди, застрельщиками. Мы не были, мы были лицом, иногда голосом этой группы людей, которых было видно по телевизору, слышно через микрофон. Но дело было не в нас. Не мы были зачинщиками этого, не мы были делателями, дело было в вас. И все те удивительные, потрясающие вещи, которые произошли в нашей стране за последние 10 лет, на самом деле это свидетельство того, что вы это сделали. Точно так же, как когда я говорю об наших удивительных вооруженных силах, о военнослужащих обоих полов, вооруженные силы — это не просто что-то такое, это не какая-то штука, это люди реальные обоих полов, которые, мужчины и женщины, которые живут, работают, трудятся на наше благо. И работают вооруженные силы только из-за того, какие в них люди находятся. И да, там прекрасная, может быть, техника, у нас шикарная, роскошная техника, вооружение у нас великолепные, машины у нас отличные, спутники у нас высшего класса. Но в конечном счете все упирается в замечательных людей. Некоторые из них гораздо ближе к моим дочерям по возрасту, чем к моему возрасту и к возрасту моей супруги. То же самое можно сказать и о демократии. А демократия — это не здания, это не памятники, не монументы, это вы, люди. Люди, которые готовы сделать так, чтобы демократия работала. Люди, которые готовы слушать друг друга, спорить друг с другом, дискутировать друг с другом, объединяться. It looks like you added some letters in your name. It's hard to copy. Итак, в эти минуты речь Барака Обамы прервали, да, он прощался с военным персоналом. Сейчас мы наблюдаем Дональда Трампа, подписывающего первые президентские указы. Он находится по-прежнему на Капитолийском холме в Конгрессе и сейчас, собственно, подписывает первые собственные распоряжения. И весьма любопытно, собственно, что это будет. Мы ждем данных от информационных агентств, какие же указы Дональд Трамп, надо теперь привыкать, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, подписывает в первую очередь. Он сейчас находится в окружении представителей республиканцев в Палате представителей и в Сенате. Это, собственно, обычный церемониал. Это часть любой инаугурации. Мы видим, что за его спиной, буквально подглядывая из-за плеча отца на бумаге, стоит его сын Бэрон. Справа спикер Палаты представителей Пол Райан. Еще более на заднем плане Эрик в красном галстуке, в голубом пальто Мелании Трамп, в белом за спинкой кресла Иванка Трамп как раз с ребенком да, и далее на руках. Вице-президент Майк Пенс с супругой и внучкой. Да, и, кстати, Трамп еще вот как раз перед инаугурацией обещал подписать, как он заявил, очень значимые документы. То есть, на самом деле, избранный президент, новый президент уже может с первого же дня подписать целый ряд указов. Обама, например, при вступлении в должность подписал указ о закрытии Гуантанамо, которое так и не было закрыто, но и Дональд Трамп теперь обещает его не закрывать вообще. Любопытная деталь, на которую я обращу внимание, прежде чем мы пойдем к нашему гостю Ариэлю Коэну. На столе у Дональда Трампа лежит целый пенал с ручками. Видите, он их раздает. Это церемониал, связанный с тем, что президент, вот, подписывая указы, вручает ручки кому-то из присутствующих. Иногда одна и та же подпись, то есть одна и та же роспись, и для нее используются 3 ручки. Не знаю, насколько ровно она выглядит в итоге, но эти ручки считаются очень ценными. То есть первые, возможно, указы, которые
Как видите, это вызывает массу эмоций у присутствующих. Так, кстати, есть и Нэнси Пелоси, формально, в общем, идейный и политический оппонент Дональда Трампа. Но вот на сегодня, видимо, все партийные разногласия забыты. И Дональд Трамп, видите, торжественно раздает еще, видимо, копии указов. А Пол Райан пытается отобрать. Ладно, давайте... Нэнси Пелоси у него. Или она не мешает ему подписать указ об отмене Обама-Кер, например. Давайте переключимся на Москву. Старший научный сотрудник Атлантического совета Ариэль Коэн находится в московской студии «Радио Свобода». Ариэль, приветствую. Рада тебя видеть. Спасибо за позднее участие в нашем эфире. Надеюсь, ты слышал речь Дональда Трампа, знаешь ее содержание. Собственно, сейчас вместе с нами видишь все происходящее. Что в этой речи услышал или, может быть, даже главное, не услышал ты? Я услышал в речи резкое изменение курса, прежде всего, внутренней политики, но и внешней политики Соединенных Штатов. Прозвучало достаточно знакомое нам по концу Советского Союза «мы всех кормим, а теперь не будем кормить». И прежде всего расходы будут идти на улучшение внутренних проблем и решение внутренних проблем и вопросов в Соединенных Штатах. Запущенная инфраструктура, он говорил о дорогах, об аэропортах. Я думаю, что тут ежились и республиканцы, и демократы. То есть тот политический статус-кво, к которому привыкли представители обеих партий в Вашингтоне, заканчивается. И посмотрим, что будет реально делать Трамп. Главный принцип в политике – смотри, что они делают, а не что они говорят. Кстати, и как бы планка заявлений поднята очень высоко. И против этой планки будут теперь измерять тот перформанс, те действия, которые администрация Трампа будет выполнять. Ариэль, прежде чем мы продолжим нашу дискуссию, вот поскольку мы наблюдаем вживую за картиной нового президента США Дональда Трампа, как он подписывает первые президентские указы, вот одним из первых указов или первым стал указ признания, скажем, генерала, который позволяет генералу Джеймсу Маттису стать главой Пентагона, поскольку, в принципе, по закону он не подождал, то есть это называется какой охладительный, по-моему, период, когда бывший военный, который должен ждать, прежде чем он вступит в должность, ну, скажем, министра обороны. То есть для генерала Маттиса было сделано исключение, в принципе, и на его слушаниях в Сенате не было возражений, в принципе, со стороны сенаторов таких серьезных в отношении этого назначения. Ариэль, вернемся к тебе. Скажи, пожалуйста, а как в Москве все-таки за всем этим реагируют? Ты, в отличие от нас, мог видеть, наверное, картинку российских каналов. Они, не знаю, там, как это все преподносится российской аудитории? Что вот, наконец-то, наш человек? Или все-таки более осторожные какие-то комментарии? Безусловно, более осторожные комментарии, хотя определенная трампофилия есть в Москве. Достаточно положительно воспринимается переход власти к Трампу. И с другой стороны, эксперты, в том числе эксперты на ток-шоу, некоторые говорят о том, что нам нечего Америке дать и нам нечего у Америки взять. Такой очень отрицательный подход у более национал-патриотических сил или у экспертов, связанных с ВПК, ну, по понятным причинам. А с другой стороны, даже такой известный флюгер российского правительства, как Владимир Вольфович Жириновский, вчера в прямом эфире говорил о том, что теперь с Америкой будет дружба, Россия будет процветать, и озвучивал откуда озвучивает вещи Жириновский, мы тоже представляем, озвучивал очень положительный подход. С одним из высокопоставленных представителей, правда, бывших администрации, я беседовал сегодня. Он сказал, что, прежде всего, Соединенные Штаты должны признавать наши законные интересы на постсоветском пространстве. Была одна страна, обычная риторика, которая оправдывает создание сферы влияния на постсоветском пространстве. А потом, после этого, наверное, можно договариваться и разруливать такие проблемы, как Сирия. Он признал Сирию, то, что по-английски называется, низковисящим фруктом, то есть проблему, которую относительно легко можно решить.
Упоминаются проблемы на Балтике. Я думаю, что ограничения не только ядерных вооружений, о которых говорил новоизбранный президент Дональд Трамп, но также ограничения и конвенциональных вооружений будут рассматриваться. И я от себя как бы добавляю какие-то ограничения по кибератакам. То есть разведки всегда во всем мире собирали и будут собирать информацию, но деструктивные атаки, которые могут, допустим, положить электрическую сеть, обрушить компьютерную систему интернет, спутники военные, спутники слежения и навигации, это должно быть вне деятельности враждебной с обеих сторон. Я думаю, что можно было бы начать об этом тоже переговоры. Ариэль, давай вернемся на секунду от внешней политики к внутренней. Вот сейчас мы видим Дональда Трампа на Капитолийском холме в окружении вашингтонского, по сути, истеблишмента, вашингтонских законодателей. Он подписывает свои первые президентские указы. При этом в своей инаугурационной речи он пообещал, он сказал, что этот момент принадлежит вам. Власть, по сути, возвращается к народу. При этом его назначение это, в общем, люди элиты. То есть это не как уж не народ, ну, никакие не комиссары. Да? То есть может ли он действительно выполнить свое обещание, вот это вернуть власть народу? И спустить болото. Угу. Ну, тут надо задать вопрос, а что такое народ? В конце концов, никто госстрой в Америке не отменял. Народ выбирает своих представителей. Америка была и остается республикой, а не прямой демократией. И представители народа, в кавычках, были и есть те политики, то болото, которое угрожает осушать Дональд Трамп. Мне кажется, я еще раз повторяю, нужно смотреть, что он будет делать. Например, кто будут лоббисты. Мы уже видим, что лоббистами становятся те люди, которые всегда бывают лоббистами, приближенные какие-то политики, которые не находят себе место в администрации. Я думаю, что в этом смысле больших изменений не будет. Мне кажется, очень большие изменения могут быть с точки зрения экономики, потому что если он действительно во главу угла ставит сохранение рабочих мест и будет облагать, скажем, импортируемые товары в США очень высокими налогами, он говорит о 35% на импорт, это вызовет ответные меры, контрмеры и со стороны Мексики, и со стороны Китая, и со стороны других стран. Он говорил, например, о налогах на автомобили BMW, которые будут производиться в Мексике. И дальше говорят о том, что то, что могло производиться в Америке, новые какие-то заводы, если они будут располагаться в той же Мексике, их будут облагать более высокими налогами. От этого будут страдать американские потребители, то есть тот самый народ, которому передают сейчас якобы власть. Ариэль, мы уточним, что, собственно, та картинка, которую мы видели с Трампом, подписывающим указы, во-первых, он подписывает указы как раз о назначениях тех людей, которых он выбрал в свое правительство, о назначении их на министерские посты. А также, как нам подсказали наши продюсеры, и агентство Рейтера уточняет, Трамп и, кстати, также... его пресс-секретарь, новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер тоже сейчас сообщил о том, что Трамп подписал распоряжение, указ о учреждении Национального дня патриотизма. И об этом, кстати, он говорил тоже в своей инаугурационной речи, что в нас всех течет кровь патриотов, мы все патриоты, что-то в этом роде, да? Да. Тебе не кажется, что вот этот уклон на патриотизм, ну, еще и день учреждать, не слишком ли это, не чересчур ли? Вот этот уклон, ну, как-то интересно. Проводятся аналогии лично у меня с некоторыми другими странами. Ну, я уже сказал тут коллегам, что теперь в России тоже резко возьмут курс на усиление патриотизма. Трамп также использовал много библейских цитат. Теперь, хотя сейчас, сам он никогда не являлся суперрелигиозным человеком, да? Да. Нет, не являлся, но тут уже подтянется, если в России начнут копировать, как это иногда бывает, американские примеры, то тут тоже ведут день, а тут будет уже не день патриотизма, а будет месяц патриотизма при участии там каких-то религиозных структур, не будем указывать пальцами. Вот. Так что это все
Значит, смотрите, Америка очень патриотическая страна, и День независимости, и дни рождения президента, которые отмечаются. Нет нехватки в причинах для патриотизма. У меня у самого висит американский флаг на доме. Так что я тоже День рождения США это недостаточно все-таки для патриотизма? Вроде как раз это тот самый национальный день. Я говорю, День независимости, Да. День рождения США – это большой праздник, самый большой, с фейерверками, с парадами, со всеми делами. Но днем патриотизма не создашь рабочие места. И Трамп поставил очень высокую планку того, по какому стандарту его будут судить. Его будут судить по экономическим показателям. А уже как бы безработица очень маленькая. Там безработица у нас 4,6%, по-моему, процента, последние данные. Это в Америке считается достаточно низкая безработица. При этом Трамп говорит, что настоящие цифры безработицы гораздо выше, что есть чуть ли не 100 миллионов человек, которым необходима работа. Посмотрим, будут ли созданы эти места рабочие, что будет производить Америка. Не забудьте, что если Америка соревнуется с Китаем, с Мексикой, с другими странами, о которых он говорит, при минимальной зарплате в $7.75 в час, а в других местах, в том же округе Монгомери, где я живу, в штате Мэриленд, ввели буквально позавчера минимальную зарплату в $15 в час. $15 США в час. Это там сколько? 15 на 8, $120 в день, на минуточку. Как с такими зарплатами конкурировать с Китаем, мне это непонятно. Я думаю, что тут пойдет курс на очень серьезную роботизацию, а при роботизации будут потеряны, а не созданы рабочие места. Ариэль, благодарим тебя, оставайся с нами на связи. Мы же сейчас перенесемся к зданию Национальных архивов США, где работает наш корреспондент Вадим Оленичев. Буквально через некоторое время там должен начаться парад, а возможно, кстати, уже были его обещанные байкеры. Вадим, рассказывай. Да, спасибо. Действительно, байкеров, знаменитых на весь мир, американских мотоциклистов, мы все ждем. Но пока что они еще не проехали. И вот весь народ, который был до недавнего времени на Национальной аллее и наблюдал живьем церемонию инаугурации, сейчас он перемещается вот сюда, вот на Пенсильвания-авеню. Конечно же, столько людей, по оценкам это должно быть где-то 800 тысяч человек. Они не могут мгновенно оказаться в одном месте из другого. И все это занимает какое-то время. Эти толпы потихоньку двигаются. И, конечно же, главное внимание сейчас уделяется мерам безопасности. Инаугурация президента США – это беспрецедентное мероприятие в этом смысле. В системе спецслужб США оно даже классифицируется как общенациональное мероприятие, поэтому на него выделяются специально федеральные средства, оно проводится под строгим руководством спецслужб. И вот, в частности, вы можете видеть, вся улица оцеплена полицией, сотрудниками безопасности, и не только на это выделены и задействованы вся полиция и все службы безопасности округа Колумбия, но еще и дополнительно на сегодняшний день было передислоцировано сюда 3000 национальных гвардейцев и полицейских из других регионов. Ну, какая задача номер один? Задача номер один спецслужб, конечно же, избежать каких-либо терактов. Поэтому повсюду стоят блокпосты, повсюду производится досмотр вот при входе в эту закрытую зону. А закрытая зона, кстати, очень большая. Это вот буквально от Капитолийского холма, который находится от меня примерно в километре на восток, до Белого дома, который находится от меня в обратную сторону примерно в 2 километрах на запад. Это все, то есть фактически весь центр Вашингтона, это специальная закрытая зона. На подступах к ней мосты, туннели, дороги, улицы заблокированы полностью. Единственный способ передвижения сегодня в городе – это пешком. Можно доехать до какой-то ближайшей станции метро, которая открыта, потому что открыты не все. В центре в самом все метро закрыты. И вот от нее уже отправиться пешком туда, куда вам надо. И поэтому сегодня, например, власти города, они обратились, да и даже накануне они обратились к гостям города, к туристам и к многочисленным жителям, которые собираются принять участие в празднованиях, с различными рекомендациями. И совет номер один – это был запастись временем и терпением, потому что если вы куда-то спешите попасть, скорее всего, вам это не удастся. Нужно обязательно дать себе лишнее время, нужно обязательно понимать, что вам придется и стоять в очередях, и пройти какую-то проверку, и, может
может быть, обходить в обход какие-то улицы и только тогда куда-то попасть. То есть это займет, конечно, намного больше времени. Но могу вам сказать, что, глядя вот сейчас на все это, организация очень хорошая. И видно, что повсюду, естественно, находится множество камер. Над нами в воздухе дежурят вертолеты, есть металлодетекторы. Вот вы как раз слышите шум, рокот моторов. Есть детекторы радиации, есть собаки-ищейки. И, например, вот что касается терактов, точнее подготовки к тому, чтобы их избежать, то еще до инаугурации несколько дней и даже недель спецслужбы потратили на то, чтобы отрепетировать различные сценарии возможных ЧП, возможных чрезвычайных ситуациях. Например, если вдруг произошло покушение на нового президента США, то было заранее отрепетировано, где и как ему будет оказываться первая помощь и каким образом его будут эвакуировать. Другой момент очень серьезный – это, например, возможная атака террористов на автомашинах, на грузовиках, скажем, начиненных взрывчаткой. Мы, к сожалению, все это видели, что это произошло, имело место и во французском городе Ницца, и в столице Германии Берлине. И вот, чтобы этого не произошло здесь, везде стоят бетонные тумбы, везде стоят заграждения. Я видел большие специальные автомобили, я видел броневики, которые ездят по городу время от времени. То есть могу вам сказать и даже успокоить, что вот такой вот возможной атаки с грузовиком здесь, наверное, она просто, наверное, исключена. Такого в центре Вашингтона произойти не может. Но возможны какие-то другие атаки, возможны какие-то, например, использование, например, летающих дронов, которые могут распылить отравляющий газ, или возможен взрыв небольшого устройства с радиацией. Ко всем этим вещам спецслужбы сегодня совершенно очевидно готовы, и я надеюсь, что празднования пройдут очень спокойно и хорошо. Спасибо. Это был Вадим Оленичев, наш корреспондент, который работает сейчас на Пенсильвания-авеню в центре Вашингтона, где еще ждут праздничного парада. Кстати, по оценкам мы видим, что на инаугурацию Трампа пришли смотреть около 800 тысяч человек. Сравним с инаугурацией Обамы 2009-го, тогда пришли на 1 миллион человек больше. Но, собственно, это был рекорд и не средний Но при этом показатель. Трамп все равно в Твиттере ведь писал, что это будет прям рекордная Между прочим, инаугурация. Трамп продолжает твитить, несмотря на то, что он подписывает указы, или он, или кто-то из его помощников, но в его Твиттере, вот этом знаменитом, продолжают появляться сообщения. Вот, в частности, по-моему, 38 минут назад: мы будем следовать 2 простым правилам: покупать американское и брать американцев на работу. Продолжим обсуждать все, что происходит вокруг инаугурации. Сейчас на связи с нами из Лос-Анджелеса Ангелина Багдасарян. Как мы вам говорили уже многократно, по всей стране проходят различные акции, как против бизнесмена-республиканца, ставшего нашим уже новым президентом 45-м, так и за него. И в Лос-Анджелесе как раз тот самый случай. Ангелина, приветствуем, рада видеть. Тебе слово. Здравствуйте, коллеги. У нас действительно сейчас собираются люди в центре города. Мы находимся в бизнес-центре. И именно вот отсюда люди пойдут в сторону здания администрации города для того, чтобы стоять там целый день, для того, чтобы выразить свой протест к избранному президенту. Я хочу попросить нашего оператора повернуть камеру для того, чтобы показать, сколько людей пришло. Все они представляют различные правовые организации. Все они здесь были уже всю эту неделю и выражали свои протесты. Лос-Анджелес по-своему готовился к инаугурации. В городе печатали листовки, в школах юристы проводили консультации, в университетах были собрания. Людей пытались научить, как защитить себя в случае каких-то дискриминаций. Вот мы общались с людьми, и они рассказывали разные истории. Кто-то рассказывал о том, что в университете Сан-Хосе, это университет, крупнейший университет Лос-Анджелеса, в котором учатся люди различных конфессий, различных национальностей, был первый случай, когда девушку, мусульманку, повалили на пол. И это привело просто в шок большинство студентов, поэтому в крупнейших университетах Лос-Анджелеса сейчас, вот на данный момент, проходят собрания. Я напомню, все эти люди сейчас собрались для того, чтобы пойти в сторону мэрии города и обещают там стоять в течение всего дня. Завтра обещают еще больше митинг. Если сегодня говорили о десятках тысяч людей, которые придут, то завтра обещают под 100. И это будут... Этот завтрашний марш организуют представители, защищающие права женщин. Вот вы слышите сейчас сирены, люди
говорят о том, что они, скорее всего, сейчас уже пойдут в сторону администрации города. Коллеги? Ангелина, благодарим тебя. Оставайся на связи и будем ждать сюжетов. Нашим зрителям говорим, что следите за Фейсбуком и сайтом «Голос Америки», а также за обновлениями на сайте и социальных страницах канала «Настоящее время». Пожалуйста, будьте только осторожны, Ангелина. Надеемся, что все пройдет мирно, но соблюдайте, пожалуйста, все меры предосторожности. Да, можем ли мы наконец-то вернуться сейчас после такого круга по стране, по Москве, к Капитолийскому холму и подключить к нашему эфиру Олеся Круглякова, который работает с утра, наблюдал за этой церемонией и, видимо, за реакциями на ней. С самого утра под дождем. Олесь, наконец-то мы рады тебя видеть. Рассказывай, церемония, в общем, завершилась. Разошлись ли люди или вообще что происходит сейчас на Капитолийском холме? Привет, коллеги! Рад вас видеть наконец-таки. Всем хотел бы сказать, что над всей Америкой безоблачное небо, но, как видите, у нас снова начался дождь. Не волнуйтесь за мое здоровье, большую часть времени я провел в теплой аппаратной, когда шла трансляция. И вот теперь могу вам показать, что происходит возле Капитолия, когда, собственно, гости разошлись, как поется в песне. Прежде всего смотрим, как это выглядит, так сказать, с большего приближения. Мы практически вот в эпицентре тех событий, которые только что разворачивались. Трибуна, с которой приносилась клятва и речь нового президента. И которую разберут, кстати, после сегодняшнего дня. Очень быстро разберут. Вообще здесь все очень быстро делается. Эти трибуны сооружались, наверное, несколько месяцев, и людей здесь проводили с 4 утра, по-моему. Вот они собирались, это толпа, которая была здесь по билетам, далее еще большая толпа, которая без билетов. Обратите внимание, прошло, едва ли час, если даже не меньше. Уже пустые совершенно кресла, никого нет, народ переместился туда, где будет парад, ну а потом, соответственно, народное гуляние, как у нас говорят. Что касается погоды, повезло или нет? Кто-то писал на интернет-сайте, что инаугурация Трампа будет прохладной и влажной. Насчет дождя вы видите, мокро действительно. Насчет погоды я бы сказал, что это скорее хорошие условия, потому что это не самая теплая и не самая холодная инаугурация, которая была в истории американских президентов. Самое интересное, что и та, и другая пришлись на инаугурацию Рональда Рейгана. В 1981 году было очень тепло, плюс 12, сейчас у нас примерно 9. А вторая инаугурация Рейгана проходила при минус 13 градусах, это было очень холодно, и по просьбе Организационного комитета конгрессмены даже разрешили провести это внутри. Вот такие тоже прецеденты были. Сегодня, как видим, в общем, где-то так посередине. Примерно тоже можно сказать и про количество людей. Мне очень понравился план во время трансляции, когда вроде бы с Капитолия было видно, насколько много людей пришло. А вот с обратной стороны мы увидели, что такие проплешины были на Национальной аллее. Это действительно так. Ожидалось примерно 800 тысяч. По оценкам людей, которые здесь вот снимали и вели трансляции, было даже меньше. Но это не самый низкий показатель. По-моему, 300 тысяч было зафиксировано, когда шла инаугурация Джорджа Буша-младшего. Так что, опять-таки, мы где-то вот в такой золотой середине. Олесь, скажи, пожалуйста, вот к вопросу о посещаемости как раз. А вот на гостевых там специальных VIP-трибунах там были проплешины? Потому что мы же знаем про то, что конгрессмены устроили бойкот. Более того, конгрессмены устроили бойкот, какие-то специально приглашенные люди, которых Трамп попросил сдать билеты и так далее, недовольные его избранием. В общем-то, проплешин не было. Нашли, по всей вероятности, возможность заполнить эти места. Ну и правда, это очень козырные места, будем говорить таким языком. Конечно, они пустовать не будут. Другое дело, что те вот места, которые могли быть заполнены за вот этим прудом, reflection pool, как его называют. Вот там, конечно, было много свободных мест. Интересный момент, дабы сохранить зеленое покрытие, вот эту травку, которая зеленеет даже в январе, вот, выложили такую пластиковую плитку. Обычно это делают на хоккейных стадионах, когда на льду устраивают концерты. Здесь она была белого цвета, поэтому вместо травы было ощущение, что люди стоят то ли на снегу, то ли на льду. Однако погода у нас сейчас все-таки плюсовая температура, поэтому ни снега, ни льда. Люди, мне кажется, никто не замерз, все получали удовольствие, вот этот экстаз, особенно, вероятно, у тех, кто приехал из провинции, те, которые поддерживают Дональда Трампа, они были в всевозможных шарфах, шляпах с символикой американской. Удивительно много людей фотографировались с израильскими флагами. Наверное, здесь тоже есть какой-то намек на оптимизм вот именно в отношении Трампа к этому региону.
Спасибо, Олесь. Мы поясним. Олесь Кругляков с утра находится на Капитолийском холме. У нас были забронированы несколько тайм-слотов для его включения, но ровно в тот момент, когда глава государства прибыл в Конгресс и началась церемония, выключили. журналистам на трибунах было сказано и не мешать. Поэтому только сейчас мы связались. Олесь, спасибо. Главное, чтобы это не повторилось в брифинг-руме, на самом деле, Белого дома. То есть главное, чтобы журналистам позволяли говорить дальше. Подключим вновь Ариэля Коэна к нашему разговору, старший научный сотрудник Атлантического совета. Ариэль, в связи с тем, что у Трампа такой низкий рейтинг, 40% всего его одобряют, не слишком, в общем, впечатляющий старт. Сможет ли он действительно преодолеть существующий раскол в обществе? И захочет ли? Это тоже для него очень важный вызов. Он говорит, что он хочет, он говорит, что во всех наших жилах у всех течет красная кровь, но он не вдавался в подробности, как Барак Обама, когда его избрали, когда он выступал первый раз как новоизбранный президент в 2009 году, перечисляя, например, вероисповедание людей. Мне кажется, что Трамп пытается резко развернуть огромный государственный корабль Соединенных Штатов в сторону протекционизма экономического, в сторону каких-то популистских лозунгов, патриотизма и так далее. Это резонирует с теми референтными группами, которые выбирали Дональда Трампа. То есть люди, живущие не на берегах, а вот начинка этого американского сэндвича, если говорить о двух берегах, восточном и западном, которые являются более либеральными, и Америка, глубинка, Heartland, то, что называется, сердце Америки, которая является более консервативной, более традиционной, ориентированной на семью, на религиозные ценности, на традицию. Вот с ними он сегодня и говорил. Но тут как бы, как по-английски говорят, proof of the pudding is eating. Значит, качество пудинга, да, проверяется хорошего пудинга, это когда пудингом. его едят. Да, пудинг проверяется пудингом. И вот будет ли у нас вкуснее пудинг, и будет ли этого пудинга больше, и хватит ли его на всех, вот это вот будет главный критерий администрации Трампа: рабочие места, доходы, более доступная медицинская помощь и, очевидно, снижение международного участия Соединенных Штатов. Трамп говорил, и это очень важно, что Соединенные Штаты больше не будут навязывать и диктовать свои ценности, а именно Соединенные Штаты станут сияющим городом на холме. Он почти слово в слово повторил риторику Рональда Рейгана: сияющий град на холме. И, конечно, такого рода риторика – это елей на уши всех тех, кому надоели лекции об американской демократии. Ариэль, когда мы говорили ранее с нашим коллегой, с Олесем Кругляковым, он находился на Капитолийском холме, наблюдал за церемонией, за реакцией толпы. Он говорит, что там некоторые люди разворачивали израильские флаги. Вот Израиль – это страна, где, ну, по крайней мере, скажем, правонастроенные граждане ждут резких перемен каких-то. То есть Трамп обещал перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, обещал какую-то более благоприятную политику в отношении поселений. Стоит ли вот такие высокие ожидания действительно, то есть стоит ли этого ждать, будет ли это реализовано, сможет ли Трамп это реализовать? Ну, до последнего времени, последние многие десятилетия, все-таки внешняя политика Соединенных Штатов создавалась очень системно. И когда приходила новая администрация, она опиралась в том числе на Госдеп, проводилось policy review, то есть экзамен, исследование политики. И на основании этого рекомендации поднимались наверх в Совет национальной безопасности, в Белый дом. На основании этого выстраивалась политика. Мне кажется, что и эти шаблоны Дональд Трамп может поломать. Перенесет ли он посольство в Иерусалим? Вы знаете, тут появился у него новый союзник. Я вам сейчас сообщу скуп, новую новость. Владимир Вольфович Жириновский в живом эфире позавчера сказал, что если Америка перенесет посольство в Израиль, он будет поддерживать перенос российского посольства. Если Америка перенесет посольство в Иерусалим, он будет переносить поддерживать перенос посольства российского в Иерусалим. Это будет, конечно, совершенно новый день
на Ближнем Востоке. Ариэль, благодарим тебя. Старший научный сотрудник Атлантического совета Ариэль Коэн в прямом эфире из московской студии «Радио Свобода». Спасибо, что нашел время и пришел или принял участие в нашем эфире. Мы крайне признательны. Мы увидимся уже в следующий раз в Вашингтоне. Хорошего тебе вечера. Ну а мы передаем эфир в Нью-Йорк нашим коллегам по проекту «Время, деньги». Борис Кольцов с его гостями обсуждает последствия вступления в должность нового президента. Да, ребят, спасибо. И у меня сейчас очень интересный гость, старший вице-президент компании JFK, которая занимается различными изучением общественного мнения, в том числе в экономике. И в связи с этим у меня первый вопрос к Вадиму Волосу такой. Вот когда шла избирательная кампания, наверняка ваша компания проводила опросы населения. И в связи с этим такой двойной вопрос. Какие в соответствии с этими опросами можно назвать экономические причины победы Дональда Трампа? И показывали ли ваши опросы то, что он может победить действительно? Абсолютно. При всех отличиях этой кампании от всех предыдущих, и при том, что внимание часто было сосредоточено на вещах, не имеющих отношения к экономике, тем не менее, действительно, опросы показывали, что экономика опять будет играть самую ключевую роль в том, кто победит в этих выборах. И так и получилось. Довольно значительная часть среднего класса не почувствовала успеха восстановления американской экономики после кризиса 2009 года. Да, мы видели, что цифры по безработице, ряд других формальных статистик показывают прогресс, но когда мы смотрели на мнение людей, особенно представителей среднего класса, живущих в городах среднего размера, в малых городах, до них вот это восстановление от рецессии не доходило. Более 10 миллионов, как мы знаем, перешло на food stamps за последние 8 лет. И как бы вообще достаточно настроения и ожидания экономические перед выборами. Наши опросы прошли буквально за несколько дней до 8 ноября. И все это показывало довольно скептическую публику, которая не особенно почувствовала на себе эффекты выхода из рецессии. То есть официальные цифры статистики говорили одно, а мнение людей было не особенно таким ярким. И особенно, когда мы смотрели на это, на цифры поддержки, вернее, на группу поддержки Клинтон и Трампа, мы видели, что у Трампа только примерно 10% людей довольны экономической ситуацией в стране. А когда мы смотрели в группу поддержки Клинтон, мы видели там примерно 60%. Ну, как вы видите, даже среди тех, кто готов был голосовать за Хиллари, многие люди все же были недовольны экономической ситуацией. То есть вот этот скептицизм, это ощущение того, что мы не получили от восстановления экономики, от всех этих замечательных цифр, и от того, что экономика Америки растет и восстанавливается, люди не ощутили этого позитивного влияния. Хорошо, теперь поговорим о будущем. Вот те протекционистские меры, о которых так часто говорит Трамп, и которые все ждут, я думаю, что его избиратели, вот насколько они с точки зрения вашего знания настроения потребителей будут соответствовать их ожиданиям? То есть, например, если американский потребитель увидит, что машина, которую он покупал раньше за определенную сумму, теперь будет стоить на 35% дороже, например, немецкий BMW, к которому он привык, вот он это поддержит, либо он расстроится тоже? Нет, ну, конечно, более высокие цены расстроят абсолютно всех. То есть в ситуации вот этой амбициозной программы, которую обрисовал Трамп в предвыборных обещаниях, в предвыборной платформе и сегодня в своей речи на инаугурации, эти амбициозные цели, конечно, поддерживаются публикой. То есть поддерживается, например, идея, что в Америке должны быть аэропорты лучше, дороги, инфраструктура. Поддерживается идея, что американцы должны жить лучше, скажем, или хотя бы сравнимо, как в Евросоюзе, получать какие-то социальные услуги и покупать товары дешевле или покупать их больше на существующую зарплату, чем это существует сейчас. То есть цели широко поддерживаются. Но как к этому прийти? И конкретно, вот как ты говоришь, если будут стоить дороже машины или если с Китаем перекроют, как бы введут тарифы и ужесточат торговую политику, если китайские вещи станут стоить дороже или покупать американское дорогое или покупать китайское дешевое. Вот здесь мы в исследованиях нашли, тут патриотизм начинает скользить. То есть люди скорее купят дешевое не американское, чем дорогое американское. Патриотизм кончается там, где начинаются вопросы кошелька. Спасибо. Вот это то, что мы увидели. Ну, я думаю, мы это еще не раз обсудим в наших программах ежедневных. Спасибо. 4 года как минимум. Да. Спасибо большое. Вашингтон, вам слово.
В настоящее время Америка, экономический проект «Время, деньги» с Борисом Кольцовым из Нью-Йорка. Смотрите нас по будням. Да, у нас остается менее часа до праздничного парада, инаугурационного парада. И давай поговорим с Рафаэлем Сааковым, с нашим коллегой, который как раз ждет вот этого события. Рафаэль, скажи мне, кто вообще планирует в нем участвовать? Спасибо. Наташа, да, мы уже готовимся здесь все, не только я. И, конечно же, это будет интересно, кто проследует в параде. В первой колонне это будут военнослужащие армии США, главное штабное подразделение. Вообще, конечно, очень много военных, в том числе оркестров марширующих. Также будет ансамбль барабанщиков полиции Нью-Йорка. Это я вот говорю про первую колонну, основную. А также организации раненых военных и парализованных ветеранов. Будут и школьники. Это первая колонна из Луизианы, а также Алабама Бенд, который персонально хвалил Дональд Трамп после одного из вечеров, ужинов уже в качестве избранного президента. И, конечно, бойскауты США. Будет даже бригада сельских трактористов. Мне кажется, это будет особенно интересно за ними проследить. Ну и, конечно, не будем забывать о герл-скаутах. Они проследуют в третьей колонне. Так что ждем, когда Дональд Трамп и Майк Пенс проследуют уже в обратном направлении по Пенсильвания-авеню. Судя по всему, Рафаэль Сааков действительно в предвкушении, судя по энергетике в твоем голосе. Ты помнишь, сколько денег Трамп собрал на инаугурацию, вот на эту свою большую вечеринку? Сколько там было? По-моему, 190 миллионов. Ну, говорят, около 240. Уже 240. На эту тему у нас был материал Александра Яневского. Для тех, кто смотрел накануне наш эфир, а для тех, кто пропустил, заходите на сайт «Настоящего времени» или на странице «Голоса Америки». Рафаэль Сааков, кстати, очень активно все твитит. Так что и выходит в лайвы на Фейсбуке, поэтому следите за всеми апдейтами от Рафаэля Саакова, все, что касается парада и вообще от наших коллег, которые вместе с нами делают проект, посвященный инаугурации. Рафаэль, спасибо, будем следить за всеми обновлениями. И за твиттером Дональда Трампа. И за твиттером Дональда Трампа, совершенно верно. Кстати, продолжают поступать все новые сообщения. Что он подписывает информагентства. Указы, да? Более того, если действительно кто-то интересуется профессионально политикой, зайдите на сайт Белого дома. Там полностью обновленный сайт. Все, новая политика. Как будто и не было Барака Обамы. И полностью новые данные о том, как, например, новая администрация обещает отменить климатические планы, обещает сейчас пересмотреть, инициировать процесс передоговоренности по Североамериканскому торговому соглашению и отменить транстихоокеанское партнерство. Да, нам пора, на самом деле, уже передавать эстафету нашим коллегам в Праге. Есть ли у нас связь? Да, мы приветствуем Тимура Олевского. Тимур. Тимур, добрый вечер. Ну как в Европе отреагировали на вступление 45-го президента США в должность? Если у нас связь с Прагой, мы сейчас надеемся восстановить наш Спасибо, коллеги. Да. Я внимательно слежу за вашей трансляцией. Уже давно сегодняшних торжеств вашей трансляции через 15... Ой, какой там? Минут через 5 уже я перенимаю вашу эфирную эстафету, расскажу о первой реакции на инаугурационную речь Дональда Трампа в разных странах, о тех протестах, которые сегодня проходят в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Напомним, какие ожидания в России, Украине и странах Балтии возлагают на нового президента, ну и какие опасения вызвала его предвыборная риторика, конечно. Вместе с вами, с вашей помощью, посмотрим смотр войска и парад, торжественное шествие от Капитолийского холма к Белому дому, которое возглавит Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс и его близкие. Ну, напомним, конечно, какие назначения в свой кабинет полчаса назад буквально утвердил новый президент. Будут у нас и неожиданные гости, но обо всем сразу я рассказывать не хочу. Совсем скоро все увидите сами. Спасибо. Тимур Олевский, наш коллега в пражской студии телеканала «Настоящее время». Кстати, к вопросу о европейской реакции. Буквально только что агентство Рейтер сообщило, что вице-канцлер Германии после речи Трампа заявил, что в ней были очень серьезные националистические такие нотки. Да, и что нас ожидает нелегкий путь, то есть, скажем, неровный путь. Но очевидно, что сейчас, мне кажется, что и Америка
Ну и, конечно, остальной мир сейчас в таком ожидании, пытаясь понять, чего же ждать, потому что лично я даже как журналист, работающий с разными источниками, не могу полностью понять все-таки, где, куда мы движемся. И куда поедет Трамп первым делом. Это, кстати, один из самых главных вопросов. Завершишь? Да. На этом мы завершаем нашу часть эфира и говорим спасибо всем нашим коллегам, которые с самого утра, с раннего утра работали на лайв-позициях под дождем, нашим гостям в студиях в Москве и Вашингтоне, в Лондоне и всей команде «Настоящего времени». «Настоящего времени» Америка, которая осталась сегодня за кадром, но сделала этот длинный эфир возможным. И, конечно, мы благодарим вас, наших зрителей, всех, кто смотрел нас онлайн или в телевизионной трансляции и участвовал в обсуждении церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. Впереди нас ждут не скучные 4, а может и 8 лет, и мы, команда «Настоящего времени», обещаем вам рассказывать о самом интересном. Будьте с нами. Всего доброго. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars